летние каникулы вместе с подростками работали в колхозном дворе. В школе оформлялся библиотекарь администратор. Во время выборов были агитатором. В общежитии жили дружно. Нередко бывали жаркие споры о искусстве, о будущем искусстве Чувашии. Она неплохого качества, вернее, потертая немножко, но вот сейчас мы ее раздобыли и решили, что вот можно посмотреть. Сколько минут? Это признаки рождающихся молодых. Да, конечно, мы минуты 3-4 еще подождем, народ еще не весь подошел, и начнем. Начинаем нашу конференцию долгожданную, посвященную 85-летию со дня рождения Анатолия Ивановича Ньютова. Поговорим о том, что сделали, поговорим о каких-то серьезных очень вещах. И я буду вести по мере поступления наших проблем, наших вопросов. Но сейчас я, конечно, для приветствия хочу представить слово директору нашей институции. На самом деле, цвет, что у нас есть живопись, почти полный состав искусства чая. Очень приятно, и то, что сегодня мы не так и курс фотографов по европейской, очевидно, хотя мы на самом деле Чевашла Литов. Литов Чевашла. На самом деле, глубокая мысль его, и последняя фраза была произнесена такая. Тут я не буду судить и пытаться оценивать, тем более в таком составе. На самом деле, это и вы согласитесь, и сакейское исполнение, мастерское исполнение, и стиль, и глубокая философия, и этнофилософия, конечно. Но другому хочется сказать, у меня такое ощущение, как, может быть, представители среднего поколения, уже не молодого поколения, все-таки было такое ощущение, что имя Анатолия Ньютова где-то как-то было незаслуженно, может быть, звучало, может где-то в какой-то степени какое-то время было забыто, и мы обязаны, а все-таки великое и могучее, оно познается, и луч оценивается всегда, по происшествии какого-то количества лет, уже много лет прошло, сколько удалось сделать, будут, по сути, молодые годы, в таком, можно сказать, юном для художника возрасте. Вот это вот мы должны восполнить этот пробел, вот некоторый пробел, определенный пробел, и продолжаем цикл мероприятий, посвященных юбилею 80-летию художника. И то, что мемориальную доску открыли Канарского района, это здорово. То, что проводим немножко артистскую конференцию, поэтому присутствующие небольшое количество докладчиков, специалистов еще скажут свое слово. К сожалению, приходится констатировать то, что запланированная выставка на конец этого года, она не состоялась. Я честно скажу, что не знал, не владел полной информацией, она лично не теребила тоже как-то. Вот. Но она перенесена, и надеюсь, что февраль, 15 февраля, эта выставка состоится, и мы ее достойно проведем. Поэтому спасибо, что вы здесь собрались. А собрались мы, я смею доложить, после небольшого ремонта, проведенного в этом зале учебного совета. Понятно, не все пока, как не смотрите, не все завершено, тут пока еще не хватает чего-то, прибытки, что-то лишнее, что-то не вписывается сегодня уже дизайн этого зала. Но доведем, точно так же мы завершили работы на втором этаже в актовом зале. То есть мы хотим привести наш институт, во-первых, чтобы он продолжал
буквально вчера, в 4 часа утра, пришел груз из Москвы, ну, наши специалисты, работники, которые ездили, проявили там чудеса героизма, можно сказать. В 4 часа мы ее получили. Это книга под названием «Чуваши», объемом 55 листов, выпущенная издательством «Наука», что впервые это мы видели, подготовленная в основном коллективом ученых нашего института, ну и были привлекались ученые института технологии, антропологии имени Тухова и Российской академии наук, других регионов ученые, ну, над чем работали многие годы. В этом году этот год был насыщенный, но эта работа вот на уровне души. Были очень много технических вопросов по стоимости, по калькуляции, значит, по доп-тиражу, по изыскиванию средств. Книга через федеральный фонд, собственно, федеральный бюджет вышла, был тиражом 300 экземпляров, мы нашли возможность, закупили доп-тираж, доказав его еще 1000 экземпляров. То есть у нас всего 1300. Ну, как сегодня уже Европе принято, на выходных данных тираж не указывал, но это 1300. 1000 экземпляров мы получили для республики. Это для наших образовательных организаций, школ, систем СПО, ППО, муниципалитетов, понятно, государственных структур, творческих союзов. Вот это, конечно же, очень конкретный сегодня результат. Специалистам тоже досталось. Не только учреждения. Безусловно, конечно, да. Спасибо вам за то, что здесь собрались. Я желаю, искренне желаю удачной, эффективной работы нашей конференции. Спасибо. Мне, конечно, хочется еще несколько слов сказать предварительных. Ну, во-первых, мы сделали небольшую выставку публикации об Анатолии Ивановиче Ментове. Не стали многочисленные журнальные и газетные статьи здесь выставлять, потому как места бы не хватило, а вот, я думаю, вполне достойная у нас выставка, где-то мы раскрыли книги, в больших крупных изданиях обязательно произведения Анатолия Ивановича Ментова тоже включены, это обязательно, то есть он уже постепенно становится, ты уже стал таким символическим именем, искусство его, конечно, символическое, можно сказать, очень важное, определяющее, знаковое для Чувашии. И я хочу сказать, что мы, конечно, сложно собирали, определялись со днем, потому что мероприятий много, и ремонты наши были, приходилось наше мероприятие откладывать и откладывать. И вот почти последний день нынешнего года, поэтому кто-то уже уехал, кто-то еще занят новогодними заботами. Мы не стали приглашать студентов, нам хотелось собрать солидное, серьезное сообщество, уважаемые люди все пришли. Ну, если 2-3 студента есть, то слава богу, конечно. Вот мы рассчитывали как раз на тех, кто сегодня пришел. Спасибо вам. И здесь, конечно, в первую очередь Виталий Иванович Ментов сейчас возьмет приветственное слово, и супруга его Софья Ивановна, и учитель замечательной Табурдановской школы, который поднимает музей Ментова в Табурданове, Лидия Алексеевна Антонова. И Геннадий Николаевич Иванов-Фарков, с которым мы ездили много раз туда, и экспедиции такие исследовательские, и много работали, без которого тоже не осуществилась эта работа. Олег Петрович Зангай, который принял участие тоже в одной из наших поездок. Это художники, которые откликнулись на наш призыв, мы, в общем-то, избирательно тоже звали на этот пленэр, те, кто любит, кто занимается вот именно наследием чувашского народа. И поэтому, конечно, художники откликнулись, спасибо большое. Здесь и народный художник Чувашии Анатолий Петрович Рыбкин, здесь народный художник, скульптор Чувашии Владимир Пашфич Нагорнов, Инна Васильевна Лялина, замечательный художник, рядом здесь вот с Акимом Петровичем сидит. Заслуженный художник Чувашии Станислав Николаевич
Михайлов, Юхтар, работами которыми мы тоже гордимся, и они все готовят, кого я еще забыла, не всех увидела. Нет, я участников я называю пленера нашего, простите, Николай Прокофьевич, конечно. Ну и, конечно, здесь и Николай Прокофьевич, спасибо вам пришли, и Юрий Юрьевич Ювеналев, который тоже уважаемый нами художник. И поэтому мне очень нравится наше сообщество. Я думаю, мы будем сегодня плодотворно работать. В конференции нашей будут озвучены и доклады, которые готовились на разные проблемные темы, и сообщения небольшие. И мы, правда, не запланировали воспоминания, но вот рассказы, более живые, такие, может быть, рассказы о музее и о наследии, о сокровищах, архивных сокровищах семьи Литовых Виталия Ивановича расскажет. То есть разнообразный у нас, разнообразный материал. Ну а сейчас мне хочется, конечно, представить вам Виталия Ивановича Литова, который не раз к нам приезжает и очень помогает нам во всех наших делах. Виталий Иванович, пожалуйста, скажите пару слов нам. Спасибо вам большое. Спасибо. Но у него еще заготовленная речь впереди, так что все будет вовремя и правильно. Как я понимаю, Юрий Николаевич немножко у нас опаздывает, и мы начинаем нашу работу. Первый доклад, да, доклад, сообщение минут на 10 мы рассчитываем. Михаилу Григорьевичу мы даем как докладчику 15 хотя бы минут. И начинаем нашу работу, пожалуйста. Михаил Григорьевич Кондратьев, доктор искусствоведения, новое искусство Чувашии и художник Анатолий Литов. Так называется доклад первый. Спасибо. Я приветствую всех собравшихся. Элита наша, вы, мы, как сказала Антонина Ильинична, другим словом назначаю. Позвольте мне делиться несколькими мыслями по этому поводу. Недавно отшумел 20 век. Страшный век волкодав, кто-то сказал, на самом деле. И он пошел с точки зрения искусства под знаком того, что мы называем новое искусство. Это не мы, а, собственно говоря, художники 20 века называют. Новое искусство. Музыканты говорят новая музыка, эстетика новой музыки. Это уже устоявшееся понятие термин. Ну, если говорить о старой европейской художественной культуре, то она была действительно уже в XIX веке пресыщена. И здесь я позволю зачитать несколько строчек из одного из знаменитых поэтов на эту тему. Мы извращенные, мы поздние народы, имейте в виду старый народ, поздний, ждем красоты иной, чем в девственные годы. Пленяют нас тоской изрытые черты, печаль красивая и яд больной мечты. Но музы поздние народов одряхлелых шлют резвой юности привет на первых смелых. Маленький кусочек из «Цветов сна» Шарля Бодлера. Как раз он предтеча нового искусства и художества. Вот иная красота, о которой он говорит, смелые напевы, которые шлют старые народы юности, возникли из ощущения исчерпанности выразительных возможностей, художественных средств традиционного искусства при попытках отобразить реалии меняющейся современности. А что менялось в современности в конце 19-го, начале 20 века? Значит, контекст эпохи приближалась мировая война, в результате ее передел границ мира, распались империи, и историки говорят, конец новой истории, начало новейшей истории. В культуре Европы этого времени обозначается декаданс. То есть декаданс буквально значит закат. Каданс. Музыканты тоже говорят, каданс, конец. Значит,
классика романтической эпохи в художественном творчестве. И в науке кризис классической физики, да, картина мира физически трансформировалась. И в философии Ницше провозгласил «Бог умер», Освальд Шпенгер провозгласил «Закат Европы». Еще один аспект появления нового искусства – новая система выразительных средств для эстетически чутких художников и любителей стала противоядием от господства быстро прогрессирующей массовой культуры. Это противостояние и сейчас продолжается, эта проблема, можно сказать, обостряется и да. В России эти же тенденции наблюдались в начале XX века. В поэзии символизм, в музыке, в поэзии и музыке символизм, а в изобразительном искусстве абстракционизм. Это Россия одна из главных, может быть, родин этого понятия. Абстракционизма и ответвление супрематизм, это чисто наше понятие, лучизм и так далее. Футуризм, Владимир Маяковский требовал новых форм, которые должны быть адекватны эпохе нового искусства. Вот у него приказ номер 2 по армии искусств, я тоже пару строчек беру. Пока канителем спорим, смысл сокровенно ища, дайте нам новые формы, несется вопль по вещам. Прямо, дайте нам новые формы. Таким образом, на рубеже 19-20 столетий в мировой культуре произошла смена художественной парадигмы. И наиболее радикальные художники возродили и абсолютизировали романтическую концепцию искусства для искусства. И главным свойством того, что они назвали новое искусство, стало отрицание традиционной романтической классической модели художественного изображения мира. И вместо нее, старой вот этой модели, появляется и провозглашается, что она единственно правомерная, значит, новая модель, новые методы в разных видах искусства. Даже не называя виды искусства, это смешано. Импрессионизм, символизм, экспрессионизм, дадаизм, футуризм, фавизм, и можно еще десяток вспомнить. Потому что чем дальше, и до сих пор это продолжается, измельчало даже. И вот в попытках сформулировать сущность этих новых направлений часто акцент ставится на новизну техники художника, технологии работы мастера. Даже в названиях отражается кубизм, пуантилизм, музыканты тоже используют этот термин, додекафония, это метод сочинения на основе 12 соотнесенных между собой тонов. О содержании мы не говорим, это экспрессионизм в основном. Но это метод сочинения на основе 12 тонов. И, ну, я уже из музыки название пару трактатов приведу. Оливье Мессиан, француз, книгу целую издал, есть на русском переводе. «Техника моего музыкального языка». Интересный очень музыковед Стираль Коголтер написал «Техника композиции в музыке 20 века». Конечно, все изучают. И вот образу резвой юности, это Шарль Бодлер, то, что я прочитал в начале, о резвой юности, который шлет привет старая Европа на первых смелых, в определенной степени соответствуют такие неофиты, новообращенные, значит, в современную художественную культуру, как профессиональное искусство Чувашии. Вот Бодлер прислал привет, в том числе и нашему искусству. Художественная культура Чувашии в современных профессиональных формах в начале 20-го столетия только зарождалась. И технологические споры, опоры ее молодые представители находили главным образом в общепризнанном классическом наследии. Вспомним поэзию, вспомним попытки музыкального творчества, театрального творчества и изобразительного искусства. В основном опора на классическое наследие. Но вторая сторона и основная проблема, конечно, сохранение естественной связи с традиционной национальной эстетикой, которая обеспечивает связь с народом, продолжение традиции, развитие традиций в профессиональном искусстве. Изначально присущий этнографизм попыткам создания национального искусства в литературе, в музыке, в театре преодолевался более-менее успешно
главным образом с помощью родного языка, фольклорной поэтики и искусства костюма. Это помогало не быть просто этнологом. И в изобразительном искусстве был процесс тоже в этом направлении, но он был осложнен тем, что в традиционной народной художественной культуре современного изобразительного искусства форм таких не было, а скульптуре некоторые не имели понятия. Я не говорю сейчас о канонах языческих юмах, а о скульптуре в эстетическом смысле не было понятия. А вот об этом Анатолий Митов уже много раз повторяет, цитирую. К сожалению, у чувашского народа сохранилось очень мало памятников изобразительного искусства и архитектуры. В своей работе мне приходится опираться главным образом на чувашскую музыку, на чувашские народные песни, предания, поговорки на родной чувашский язык. И это не было декларацией. Мы же видим, как у него родился один из замечательных циклов «Аурамгамия Гисухи» из земледельческого гимна, который мы сейчас уже после реабилитации его автора Степана Максимова, это общенародные гимнические песни. У Константина Иванова, кстати, описания хоровода нет. Но Митов извлек это и сделал частью фортепиано. В современной чувашской художественной культуре произведения неприходящей ценности, которые мы можем называть классическими шедеврами национального искусства, появились уже на рубеже 19-20 веков. Ну, назову просто Нарспи, 1908 год, Михаил Федоров чуть-чуть раньше отжили. Вот в это время уже то, что мы сегодня пользуемся и можем предъявить всему миру, как шедевры наши, из музыки, драматургии, вот чуть-чуть позже Федор Павлов появляется. В изобразительном искусстве, в отличие от этих названных видов искусства, процесс поиска выразительных средств для воплощения национальной образности шел в другом темпе, более медленно. Ну, причину я, кажется, обозначил, она может быть не единственная. В связи с первой выставкой чувашских художников в 1927 году Федор Павлов, в качестве искусствоведа, писал как раз на эту тему. Испокон веков жизненной закономерностью стало следующее, цитирую: «Если какой-либо народ или его господствующий класс выходит на историческую арену, они стремятся оставить памятники своей истории. Этого не может не заметить даровитый художник. Он старается запечатлеть в образах облик народа, его жизнь, обычаи и среду». Есть ли такой среди наших художников? Ставит вопрос Федор Павлов. Если есть, то кто? Павлов указывает на творчество Моисея Спиридонова, но отмечает, что на тот момент Спиридонов является художником-этнографом пока еще. И поясняет, рано сравнивать Моисея Спиридонова, это, обратите внимание, 27-й год, уже много выдающихся вещей, можно сказать, создано, но проницательно пишет, что рано сравнивать с крупными художниками. Все же он делает свое дело. Большое начинается с маленького, ведь сначала нужно порядком поразмыслить над тем, что именно изображать, необходимо подобрать и подходящие краски. Это нелегкое дело. Вот начинался процесс создания, значит, системы выразительных средств национального искусства. Спиридонов весь в исканиях, нам эти искания очевидны. Пишет Павлов, и он оказался прав. В перспективе, конечно, Спиридонов один из первых в ряду основоположников. Но, тем не менее, смелые напевы старых культур, искания новаторов мирового искусства были в Чувашии известны с самого начала. Не надо думать, что мы такая глухая провинция и долго шли к этому. Уже знали тогда. Тот же Федор Павлов пишет в другом месте, в другой статье, в 19 году. Современное искусство усложнилось, в нем смешались различные направления. Однако все попытки преодолеть начавшийся упадок искусства, декаданс, вот это слово здесь не говорит, вдохнуть в него новую жизнь были тщетными. Возникает искусство декаданса, символизм, футуризм, всевозможные рококо, надо еще объяснять, почему. И все, Бог знает что. Вот так написано. На чувашском языке причем
писал, вот такие вещи. Ему было очень трудно, но он преодолевал эту проблему. И даже о музыке. Заслужила широкое признание музыка северных западных народов. Музыка их доходит до сердца только тогда, когда ее прослушаешь несколько раз, не с первого раза. Слово «нам нравится», только мы ее часто не понимаем. Ласкающие буржуазную публику мотивы, проявление радости и веселого смеха, муки и горя, покаянное настроение или настроение упадничества, морального разложения, вот он, Запад, греха и так далее. Это музыка для образованных людей. Слушать ее мучительно, она волнует, поднимает души целую бурю, но не дает разрядки. Поэтому после такой музыки мир кажется каким-то опустошенным. Нельзя ее назвать революционной или народной, а тогда требовалось революционное и народное, и поэтому Павлов объясняет, почему искусство чувашского народа на том этапе не приемлет вот этой буржуазной, упаднической музыки морального разрушения и греха. Говорить о национальном менталитете. Сейчас, да, мы видим, тем не менее, абсурдизм в дважды описанном сне разных персонажей. Ну, сон Ухтерке из комедии «На суде» наиболее известен. Абсурдная картина, напоминающая Марка Шагала, летающих людей. Символистский фигурный стих видим в Табаджио и его одном из произведений. Рядом Михаил Сеспель одновременно. Он посвящает одно из стихотворений несравненной поэзии имажинизма. Сеспель вообще манифестирует реформу чувашского стихосложения, которая разрывает с классической традиционной народной силлабикой. Он вводит силлаботонический стих как закон, после чего весь 20 век идет по пути намеченного Сеспеля. Но ранние проявления, вот названные мной, нового искусства на протяжении десятилетий в Чувашии были единичные. Национальные художники продолжали осваивать тезаурус классического искусства. На всем пространстве советской культуры это происходило. Здесь была разрешена национальная форма, элементы традиционного искусства, ну, часто просто этнографические, при непременно единообразном социалистическом содержании. Естественно, доминировал так называемый метод социалистического реализма, единственный был возможный. В театре это была система Станиславского, все покрыла. Значит, реализм. В музыке сформировался у нас национальный традиционный стиль, который тоже считался реалистическим, поскольку был понятен всем, включая руководство картины. Вот с окончанием эпохи политики сталинизма изменились, наконец, каноны художественной культуры. То есть расширились взгляды на это, открылся большой мир перед нами. Наступил небольшой, краткий такой период оттепели. И вот в это время появился Анатолий Литов, один из талантливейших мастеров нового поколения. Он и поставил задачу впервые, уже после 20-х годов, выработать художественный язык чувашского изобразительного искусства, новый канон. Вот он его делал по-своему. Сознательно уходил от привычного реалистического жизнеподобия в своих произведениях. Наряду с традиционными чувашскими источниками в музыке, фольклоре, языке изучал опыт различных цивилизаций, национальной школы. Просто маленькая цитата из Литова. Я знакомлюсь с русской иконой, с художниками Возрождения, с миниатюрами Ирана, Индии, с культурой Африки и Древней Мексики, знаком с импрессионизмом и постимпрессионизмом и последующим развитием искусства. Все великое наследие оказало на меня влияние. Не буду расшифровывать, он все ясно сказал. Но он был не единственный, где-то чуть позже, может быть, ну или одновременно представители его поколения Владимир Агеев, Виталий Петров, Тоскевичи, шли где-то в этом же направлении или параллельно. Искали свой язык, свой наш национальный, но каждый по-своему. В поэзии параллель составили одновременные искания тогда молодого Геннадия Лисина, Айги. Его, между прочим, Михаил Светлов назвал, как известно, советский Бадлер. А Бадлера я сегодня не вспоминал. Или Малармес Волги его называли, не случайно. Любопытно, что на этом этапе Айги ввел в практику чувашской поэзии верлибр, то есть после Михаила Сеспеля сделал следующий шаг.
ровесников, в общем, Михаила Алексеева и чуть помоложе, позднее Александра Васильева. Саша, если можно, включите первый. Два маленьких примера музыки, что делалось в эти же годы и чуть позже. Знаменитая песня, народная, детская. Ну, достаточно. Давайте второй номер. Дальше Масленична, «Черный юрий». Другого композитора. Образ Масленицы тоже на прикладной основе. Образ профильного. Редчайший образ. Не буду дальше. Достаточно, чтобы понять, что это нечто нестандартное, не то, что называлось реалистическими, совершенно новый, но образ такого народного праздника здесь создан, причем необычайно ярко, если что слышать и вникать. Я завершаю тем, что современное общество в поисках прогресса уделяет внимание в первую очередь высоким технологиям, во вторую очередь физической культуре. Мы знаем о современной культуре, массовой культуре и тому, что обсуждается на всех уровнях. Лишь в третью очередь возникает вопрос о культуре духовной, которая нуждается в формировании не менее, чем культура тела, физической культуры. Принцип сформулирован Николаем Заболоцким. Я позволю еще несколько строчек перед концом. Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не долочь, душа обязана трудиться, вот эту строчку все мы знаем, и день и ночь, и день и ночь. А дальше не всегда цитирую. Коль дать ей, душе, вздумаешь поблажку, освобождая от работы, а на последнюю рубашку с тебя без жалости сорвешь. И вот этот принцип, он лежит в основе нового искусства. Вот оно важно для развития современного и будущего демократического общества, для противостояния давлению глобализации через массовое искусство и конъюнктуру моды, а также противостоять, помогает опасности появления новых идеологических штампов. Среда художников и их благодарных зрителей, слушателей также должна развиваться, созревать вместе с их искусством. У нас еще это новое искусство недостаточно крепко оформилось, но и среда, воспринимающая тоже. И в этом отношении глубоко национальное, индивидуальное и ярко талантливое творчество Анатолия Литова является бесценным сокровищем нового искусства, рожденного современной художественной культурой. Спасибо за внимание. Следующее у нас сообщение. Отец Петрович Хузангай, кандидат филологических наук, Анатолий Литов,
как чувашский язык. Такое небольшое пояснение. Изограф — это старинное, то же самое, что и написано. Вот. Мне кажется, что сознательно или бессознательно Анатолия Ивановича было такое стремление как бы создать нечто, какой-то аналог, скажем, русской иконописи положено. Для этого были определенные предпосылки, вероятно. Наталья Ильинична в одной из своих работ «Красавица пейзажа творчества Петова» пишет о духовном принципе построения некоторых его композиций. Я думаю, там было более какое-то глубинное устремление, вероятно. Но в его характере и вообще в таких духовных устремлениях были все предпосылки для этого. Я начну, пожалуй, вот сначала с цитаты такой, вернее, с определения его творчества Геннадия Николаевича Вагеевича, который был в фильме, который показан. Ментов нереалист чего-то реально бывшего, реально нам так представляющегося. Он реалист сущностного, глубоко трагически пережитого им и выраженного редкостным духовным видением и прозрением. Творчество было для него главной чертой Анатолия Метлова была полная отдача, даже отданность творчеству. Творчество было для него как религиозный долг, беспрерывно, беспредельно верующим. Ну, такое определение, скажем, мы еще, может быть, вернемся. Вообще, иконописцы, я такой здесь, конечно, дилетант, и вообще так не занимался никогда иконописью, но я думаю, что каким-то, может быть, толчком для Анатолия Ивановича был такой трактат отца Павла Флоренского «Иконостас». Он был опубликован в 50-е годы еще впервые в богословских трудах Московской патриархии. Так можно было его, наверное, где-то раздобыть, прочитать и так далее. И такой стенообъемлющий труд вообще об иконе, о ее смысле, о значении, и так далее, даже вплоть до техники, вот как нужно делать, готовить доску, там, что там для этого нужно делать, там, какие краски использовать, и прочее, прочее, и так далее. Много очень такой важный текст. Вот в этом иконостасе отец Павел Флоренский пишет, дает такое определение, скажем, иконописцам. Иконописцы — люди непростые, они занимают высшее, сравнительно с другими мирянами, положение. Они должны быть смиренны и кротки, соблюдать чистоту, как душевную, так и телесную, пребывать в посте и молитве и часто являться для совета к духовному отцу. То есть, в принципе, в другом месте там говорится о том, что дело иконописца — это техника, а вот сам, как бы, саму композицию, замысел дает Святой Отец, наставник такой. Ну, у Анатолия Ивановича не было духовного отца или святых отцов, которые бы давали, ему приходилось все это делать самому, сбывать самому. Это знание какое-то вот об этом. Но устремление было такое. А какие-то черты его характера, они как раз очень соответствуют. Это и смирение, и такой, он был таким молчальником, как пишет Олимпиада, как вспоминает Олимпиада Васильевна. Он мог держать пост, воздержание, был целомудренен в своих, так сказать, духовных помыслах, вот, и так далее. Вот там, например, там говорит в одном месте, пишет в одном месте, что он очень изящно брал в руки свои картины, холсты других художников и репродукции. То есть у него было какое-то такое особое отношение вот к этим вещам. Такое, может быть, такая внутренняя чистота какая-то определенная. Есть у него такое своего рода, ну, может быть, кредо, которое тоже, вероятно, соответствует такому подходу или
сознанию настоящего иконописца. Вот он писал, в дневнике писал так: «Величие мира с его застывшим лицом приемлю, величие скорби с ее неподвижной душой приемлю, любовь неземную, страдания в крови приемлю, удел одиноких, как жизни улыбку приемлю». Вот такой, как бы сказать, кредо. Но икона, ее смысл, здесь можно много об этом говорить, об этом хорошо писал и князь Евгений Трубецкой в своих работах, таких ранних, «Уважение в красах», другие работы, вот, и вот Флоренский иконостас и так далее. Но оно, как бы, смысл иконы, он должен раскрываться одновременно, как бы, ну, с христианской богословской какой-то мыслью. Кто-то говорил, что иконы это есть такое Евангелие для безграмотных. Вот. Те, кто не могли читать, скажем так, Писание, там, Новый Завет, Старый Ветхий Завет и так далее, они могли как бы это лицезреть вот, на иконах, там, в храмах там, и так далее. Вот. Но у нас как бы вот этот идеальный чувашский мир, о котором многие пишут, когда говорят о живописи, о творчестве Литова, он как бы существует так незримо для нас. Это какой-то такой, надо его как-то реконструировать на основании разных вещей. Этим занимаются исследователи, гуманитарии, историки, этнографы, религиоведы там, и так далее. Но для Литова, скажем, во время учебы его в Ленинграде, конечно, таким вот как бы основой, что ли, его мировоззрения стала Нарспи, скажем так. Ну, его дипломная работа, там и последующие циклы по мотивам Нарспи. Вот, они как бы, это было то, что, где идеальный чувашский мир, который не существовал даже уже во время Литова, в принципе, его уже не было, потому что чувашская деревня была совершенно не такая. Но это было некое такое сакральное пространство, очень важное. И он пытался его осмыслять уже в виде, как бы, вот, своими средствами. Вот икона тоже есть такое, как бы, вот, как определяет Флоренский же, что иконописец свидетельствует не свое иконописное искусство, то есть не себя, а свидетелей Господа или же слова Господа. И далее он говорит, что икона это есть не иконописец выражает христианскую антологию, не пропоминая ее учения, а философствуя своей кистью. И то есть иконопись это есть метафизика бытия, не отвлеченная, а такая конкретная. Вот я думаю, что как раз такую антологию, только не антологию христианскую, а антологию такого чувашского бытия, скажем так, он как раз нашел Анатолий Иванович в Нарспи. Ну и потом на протяжении многих лет он все возвращался к этому, искал образы героев в целом этого образ этого мира, сакрального мира, которого уже нет. Вот. И это было как бы, я так это немножко огрубляя, немножко может поверхностно сравниваю, я бы сказал, что это было как бы вот мир Нарспи, сам текст Нарспи, это был своего рода как бы Ветхим Заветом для Анатолия Ивановича, а когда он обращается уже к Сестеру, у которого есть такие явные евангельские реминисценции, там и мотивы, и так далее, распятая Родина, там Голгофа и прочее. Вот это уже был для него как бы Новый Завет. Такие два важных полюса, что ли, определения для Анатолия Ивановича. Ну вот, Литов, конечно, был подготовлен к такому духовному восхождению, скажем так. Я думаю, что, наверное, это было такое именно какое-то внутреннее его предназначение, скажем так, осмысление своей миссии, что ли, вот, в искусстве. Он к этому был действительно готов. И вот сейчас, уже по
прошествии уже получается 45 лет после его ухода, вот, и даже и ранее, конечно, вот его работы многие воспринимаются именно как какие-то окна, такой вот тот невидимый, незримый чувашский мир, который он восстанавливал в себе. Может быть, даже не восстанавливал в какой-то степени, а в какой-то степени припоминал. Потому что даже вот об иконе говорится тоже таким образом, что икона есть напоминание о Божьем прообразе. Это тоже Флоренский. Вот. И он говорит, что мы как бы открываем, вот, созерцая иконы, эту духовную родину, но и в то же время как бы сами в себе ее припоминаем. Он, конечно, хорошо знал какие-то реалии, там, обычаи, обряды и так далее, вот, но это было и одновременно какое-то внутреннее такое припоминание того, что когда-то было, но сейчас уже, может быть, нет. Вот. Что это выражает игнописец? Пишет другой автор, это диакон Андрей Кураев, в своей работе «Человек перед иконой». Что это выражает игнописец? Неизобразимое. Его задача зримо явить внутренний мир святого, его невидимую душу, в которую неприметным образом пришло Царство Божие. Но это такое чисто христианское, конечно, толкование смысла иконы. Митова, при том, что вот я пытаюсь называть его изографом, то есть иконописцем, у него было несколько иное понимание. Я думаю, что внутренние вот эти посылы, какие-то устремления, они были, может быть, схожи, но есть и определенные отличия. Вот, другая работа, там я упоминаю тоже Танина Ильична в своей работе «Пространство пейзажа». Это работа Флоренского «Обратная перспектива», но он ее вряд ли мог знать, она была опубликована довольно поздно, в 1957 году в записках Тартусского университета, малодоступных, скорее всего. И потом она совершенно о другом. Она направлена против прямой перспективы, что это не есть такое изначальное качество жидкости, вот, а может быть разные вот эти принципы построения, скажем, картины, и с точки зрения обратной перспективы, с точки зрения прямой перспективы, разные точки зрения возможно, совмещение возможно этих двух принципов там, и так далее. Вот. Она может быть не такая важная для раскрытия смысла иконы в целом вообще. И, кстати, об иконах он там пишет, что вот человек впервые видящий иконы, он как бы там видит, скорее всего, такие какие-то беспомощные какие-то такие рисунки выходят, потому что вот нарушается вот этот принцип прямой перспективы и так далее. Но потом уже опровергает все это своим дальнейшим рассуждением. Вот я думаю, что у Митова тоже, хотя вот Андрей Ильич уделяет там несколько работ, где якобы есть принцип обратной перспективы, к которому пришел интуитивно. Я думаю, что ему было, в принципе, то есть вообще было не так важно это, вот, сами принципы построения. Вот какую-то духовную сущность своих работ он старался выразить, которая перекликается со смыслом иконы в целом. Но есть определенные отличия. Я вот это сейчас назову, скажем так, отличия. В иконе это самое главное, как бы свет определенный. Ну, там золото, которое фон, это не есть там золото как таковое, а просто именно символизирует, скажем, свет. Свет в иконе онтологичен, и форма сама производится светом. У Митова это, может быть, тоже есть в некоторых работах вот этот золотой фон, но я думаю, что все-таки более, может быть, правильным будет сказать, что у него воздух такой есть определенный такой и в пейзажах, и таких даже не в пейзажах, в других композициях, вот, который определяет, ну, это воздух, можно назвать пневматосферой по-научному или как-то по-иному. Вот он как бы окутывает его персонажа определенным таким, какой-то
какой-то определенной магией, там, волшебством и так далее. Вот это хорошо почувствовал художник Владимир Яковлев, московский друг Айги, напольный художник, художник другого искусства, другой культуры, вот, с которым был знаком и Анатолий Иванович также. Он, когда увидел его работы, Владимир Яковлев, он сказал, что метод не сложен, он здесь построен на воздушных формах, вообще он художник воздушный. Второе отличие. Ну, в иконах мы видим такую истонченную телесность определенную, в смысле слова. Победа духа над плотью, скажем так. У Мельтова, наоборот, такая очень своеобразная чувашская такая антропологическая фигуративность, некоторые неуклюжие такие фигуры там, и так далее. За что его, так сказать, в свое время там и ругали, что он не владеет техникой рисунка там, и так далее. Потом в иконах, ну, в принципе, нет горизонта, нет природы как таковой. Там есть определенные какие-то, ну, скажем, архитектурные пассажи, вот самого Господа там и так далее. Ну, у Мельтова тоже, может быть, шел поиск лика, Нарский, скажем, там, другие герои поэмы, ну, они тоже иногда предстают как лики, но в целом все-таки это, наверное, не совсем так. Затем, ну, икона, как я уже сказал, она повествует там. Да, икона вообще не есть, конечно, живопись, надо сказать четко, потому что это предмет поклонения, там, почитания христианами там, и так далее. Вот, но это не живопись в таком прямом смысле слова. И Лоренский очень всегда жестко возражал, что он говорил, что икона это не есть изображение вообще. Это определенный символ, который являет непосредственно так, вот, какой-то, ну, святого там или что-то иное, некое евангельское событие. Вот евангельских событий, естественно, у Мельтова нет, а есть обычные трудовые действия какие-то, ну, жатва там, башня там и так далее, вот, или какие-то празднества, свадьба. Ну, очень редко есть такие, ну, связанные с обрядом какие-то действия, там, моления, там, люди, там, группа людей стоят перед скелетом, там, и так далее. Ну, это вообще довольно мало. Вот икона, как уже я сказал, как это ясно, она строится на принципе обратной перспективе, а у Мельтова разные роды. Есть чисто плоскостные, есть и, может быть, использовать этого принципа, есть и прямая перспектива, там, и так далее. Теперь о сходствах таких внутренних. Ну вот, икона есть некое окно, какой-то иной мир из этого мира, так сказать. Так. И вот эти два мира, видимые и невидимые, они соприкасаются определенным образом. Вот. Ну, наверное, у Анатолия Ивановича тоже в его работах, его работа это тоже есть окно в какой-то вот тот чувашский, давно ушедший, какой-то такой идеальный, какой-то мир. Затем икона есть напоминание о гордом каком-то первообразе, невозмутим, незамутненном, неотмерном таком мире. Вот работа Мельтова тоже есть вот напоминание об этом идеальном чувашском мире, который, скажем, явлен в Нарске, ну и вот он нам о нем напоминает. Затем иконы, они должны быть, как бы рождаются, иконописцам не по собственному какому-то западному разумению, какому-то внутреннему духовному опыту. Или вот какие-то святые отцы, духовные отцы, они как бы этого иконописца направляют, поставляют и так далее. Я думаю, что у Мельтова тоже, Анатолия Ивановича, был такой очень глубокий внутренний духовный опыт. И такая способность видеть нечто собственными духовными глазами. Такое зрение Анатолия Ивановича Мельтова, естественно, было, конечно. Икона есть не изображение просто, а есть определенное духовное восхождение. Ну вот у Мельтова, я думаю, на протяжении всего творчества, недолгого такого творческого пути, чуть 10 лет где-то так, у него было такое духовное восхождение. Вот. Ну и в заключение я хочу такой привести параллель. Вот это, может быть, несколько
неожиданную. Вот Малевич был тоже не лишен, Владимир Малевич, своим черным квадратом, другими работами, не лишен был таких как-то духовных, скажем, устремлений. Вот он писал в свое время в своих там фотографических заметках, что икона именно на него оказала такое определенное воздействие какое-то. Но он писал так, что сейчас. Я тогда вспомнил свое детство. Значит, коники, цветочки, петушки примитивных росписей. Я учуял какую-то связь христианского искусства с иконным. Иконописное искусство – форма высшей культуры христианского искусства. Я в нем вскрыл всю духовную сторону христианского времени. Я понял христиан через икону, понял их лик не как святых, а как простых людей. Я думаю, что это очень так соответствует устремлениям Анатолия Ивановича, которые он реализовал. То есть он воспринял тоже вот простую христианскую чувашскую жизнь, их такой трудовой труд повседневный, их празднество, вот как в определенном смысле икону. Вот это интересная такая перекличка. Исключение я кончаю таким одним предложением из замечательной повести Николая Лескова, русского писателя «Запечатленный ангел». Они вот его эти слова я отношу как раз к иконам, скажем так, Анатолия Ивановича Метода. Были у него иконы все самые причудные, весьма самого искусственного. Спасибо. Произведений и находила там какие-то моменты, которые он, конечно, воспринял от этого иконописного искусства, но тут, наверное, еще важнее, что он по сути своей вот как раз и искал некий идеальный образ. И поэтому, конечно, эта тема бесконечно разнообразна, и благодарю вас, я на эту тему тоже еще хочу писать, потому что, конечно, он не иконописец, понятное дело, но то высокое духовное, к чему всегда стремился любой иконописец, это, конечно, нет. И дальше мы слушаем Елену Валерьевну Турдай, кандидата в исполнение, Чувашский рай. Здравствуйте. Чтобы понять, о каком чувашском рае идет речь в данной статье, необходимо раскрыть его суть в понимании самого Анатолия Иванова. Оно было сформировано под влиянием космогонических представлений чувашского народа. После крещения чувашей новые христианские догматы легли на староязыческие, во многом схожие представления о мироустройстве, и тесно переплетались в сознании людей на протяжении нескольких столетий. Мы сегодня наблюдаем результаты этих процессов. Пасха и Мургун, Троица, Ищеник и другие праздники, которые празднуются одновременно под разными названиями, однако суть их близка настолько, что в нашем современном восприятии стало почти единым. Метов впитал этот синтез язычества и христианства и творчески переработал это внутри себя. О древних чувашских представлениях сотворения и устройства мира имеется множество публикаций. Мы лишь кратко тезисно напомним основные постулаты. По преданиям, наш мир создан Богом Тура. Ему противостоял Шуйтан. Космические опоры – это горизонтальная земная твердь и вертикальная. Как правило, она воплощается в образе горы. Их объединяет мировое древо. Другие названия Амальгимыч, священное древо. Это центр, в котором пересекаются все оси мира. Верхний небесный, средний, земной, в котором живут люди, и нижний, подземный. На небе правит Тура. Души умерших, которые при жизни вели благочестивую жизнь и поминали предков, отправлялись в верхний мир, такой аналог, как рай. Грешники падали в нижний мир, в царство Шуйтана, в ад. Там души творились в пяти котлах. Многое
духовную основу художника. С другой стороны, учеба в Академии художеств и знакомство с мировыми шедеврами искусства вывело его на новый уровень понимания значения культуры родного народа в мировом масштабе. Отсюда появилось его стремление к созданию национальной живописи. Но на что здесь опереться, когда, собственно, традиции изобразительного искусства еще не было? Задается вопросом Воронов. И сам же отвечает. Была вышивка, были песни, хороводы, устные сказания. Был извечный идеал сытый, довольный, трудом обеспеченный и облагороженный жизнью, воспитанный на свет. Это был тот материал, из которого Литов мог создать свое искусство. Сегодня уже все больше и больше современных исследователей склоняются к мысли, что шедевр Константина Иванова повлиял на самоопределение художника и формирование его мировоззренческих и эстетических принципов, в которых мы видим основу его творчества. Чтобы глубже понять Анатолия Ивановича, необходимо внимательнее рассмотреть его графику по мотивам поэмы Нарски. Нас интересует тема Чувашского рая, раскрыта прежде всего в станковых листах. Среди них чаще всего встречается мотив встречи влюбленных до трагических событий. Для художника это и есть рай. Второй обратно, первая иллюстрация. Для художника это и есть рай. Родная деревня Сельби, весна, юность, любовь, то есть такие светлые идеалы. Самой главной работой является вот данное произведение «Жених и невеста с вороным конем». Все вы его знаете. Она является консистенцией национального искусства. Здесь Ситнер и Нарски предстают как Адам и Ева. Все, что их окружает, это старинный, архаичный, идеальный чувашский мир, прототипом которого является райский сад. В нем все прекрасно и свято. Золотые небеса и земля, вот как сейчас сказали, свечение, воздух, богатая растительность и животный мир, где коня и птица. Дерево связывает верхний мир, рай и мир живых. Мы видим в нем языческий Амаилыч и в то же время христианское древо познания из Эдема. Время словно застыло в преддверии грехопадения. Этот рай создан самими Нарски и Ситнером. Это их видение мира в влюбленном состоянии. Поэтому предстоящая разлука подобна изгнанию из рая. Создатель запечатлел этот момент. Во всем мире есть только двое. Женщина демонстрирует себя, а мужчина наблюдает, любуется ее красотой. Основу чувашской космогонической мифологии составляет мифологема о браке неба и земли, мужского и женского начала. Небо мужчина орошает землю женщину, которая рожает. Вот и в рассматриваемом произведении мы видим гармонию неба и земли, усиленных золотым свечением. Посмотрите, тут примерно одинаковый баланс 50 на 50 неба, 50 земли. Локальная декоративность золотого фона напоминает старинные тоны. Это подмечает и Антонина Ильинична Мордвинова. В работах этого времени все чаще появляется в качестве золота бронзовая краска, что также заставляет искать аналогии в древнерусской иконописи. В некоторых работах золото начинает превалировать на всей плоскости, иногда заполняет фон целиком. Здесь оно осмысливается художником так же, как древнерусские иконописцы. В золоте есть выражение надмирного, идеального. Отдельно стоит посмотреть коня и птицу, ведь они тоже очень символичны. Аргамак – верный спутник Ситнера. Кроме того, это животное является символом мужского начала. А вот изображение утки имеет более интересное значение. Смотрите, она как раз наверху, потому что это священная водоплавающая птица. В структуре мира ей отводилась особая роль. Земля по преданию была квадратной, в центре ее росло священное древо и поддерживало небосвод. Здесь оно тоже у нас имеется. С четырех сторон небо поддерживали золотой, серебряный, медный и каменные столбы. На их верхушках располагались гнезда, в каждой по 3 яйца высиживала утка. А по другим представлениям древних чувашей посреди мирового моря хаоса плавала утка, которая снесла мировое яйцо. Так возникла жизнь. Появление утки в литовском раю – это архаичный отголосок, понятный нам на глубоком подсознательном уровне. Анатолий Иванович не сразу пришел к такому пониманию. Это одна из более поздних вариантов сцены встречи молодых. Ей предшествовали другие работы по мотивам поэмы, большинство из которых датировано 65-м годом. Вот следующая работа. Золотое свечение фона мы видим в произведении «Жених и невеста». Хотя в этом варианте бронзовая краска заменена ярким желтым цветом. В контрсвете показана темно-зеленая растительность на высоком холме. То есть изначально художникам закладывались две оси – горизонтальная, земная твердь, и вертикальная. Вот этот холм такой, как скажем, микроаналог Амату, первой горы, мировой горы. Движение героев влево, расположение фигур и высокий холм роднит эту работу с другим одноименным произведением. Следующую можно иллюстрацию?
Мастер работает в ином стиле, более приближенном к реализму. Подчеркнутая декоративность и двухмерность изображения, рассмотренного выше варианта, контрастируют с мягким, почти акварельными тональными переливами, свежим и прохладным голубовато-изумрудным колоритом, воздушностью и дымчатой глубиной пространства. Эти качества придали произведению более лиричное настроение, однако символы те же самые. Композиция претерпевает существенные изменения в миниатюре жених и невесты с желтым конем. Следующую. Можно? Над ней он работает параллельно с женихом и невестой с вороным конем, которого мы первым с вами посмотрели. Однако, в отличие от рассмотренных выше, схожих по композиции листов 1965 года, эти два произведения концептуально разные. Художник по-прежнему использует бронзу, однако ее становится значительно меньше, этим цветом окрашен платье Нарски. Если исходить из того, что, по мнению Мордвинова, золото есть выражение надмирного, идеального, то его ограниченное применение акцентирует внимание художника на том, что важно для него в данном конкретном произведении. В миниатюре «Жених и невеста с вороным конем» Метов представлял чувашский рай с помощью локального золотого фона. Теперь носителем чистоты и святости стала сама Нарски. Не случайно она изображена отдельно от всего. Сам рай стал более земным, так как преобладает горизонтальная ось, а Ситнер и его мужское начало в виде неба отошли на дальний план. Здесь нарушен баланс мужского и женского. Даже цветовое сочетание порождает немножко тревожное настроение. Темная изумрудная трава покрывает все пространство листа, усиливая свечение силуэта Нарски. Сочетание зеленых оттенков и золота является одним из любимых и часто используемых приемов графика. В данной работе он применяет дополнительные цвета, каждый из которых есть символ. Горящие красные крыши на горизонте, смотрите, они там наверху, бывают при закате алого солнца, которое по народным поверьям к перемене погоды. Таким способом не только указывается время суток, но и предвещаются скоро судьбоносные изменения. Белая рубаха Ситнера несет особый посыл, и чувашский народ известен своим почитанием белого цвета. Это отдельная тема, к которой мы вернемся позже. Таким образом, «Жених и невеста с желтым конем» можно назвать переломным произведением, в котором заложено пророчество о конце рая. В темперных листах по мотивам поэмы редко появляется чистый белый цвет. Часто он заменяется желтым или зеленоватым оттенком. В других сериях художник, напротив, умышленно подчеркивает белый, так как в нем видит символ. По мнению Иванова-Аркова, преобладание белой одежды свидетельствует о склонности чувашей к экзистенциализму, то есть почти иррациональному, нематериальному бытию и мышлению. В чувашской философии духовного выживания белый цвет стал одним из способов ограждения личности от потоков реального времени, субъективности и потусторонних сил, которые были ему не подвластны. Только в такой одежде человек мог дистанцироваться от физической сущности, страх перед ее кратковременностью и непредсказуемостью. Данный аспект творчества Метова рассматривается ученым достаточно подробно. Следующий можно представить? Символическое использование белого характерно и для работ, на которых представлены свадебно-обрядовые сцены. Искусствовед в качестве примера, где белый цвет подчеркивает связь с родовым гнездом, приводит темперную миниатюру «Свадебное ожидание» Анна 1965 года, в которой единая цепь родственников в белом противопоставлена одинокой фигуре невесты, замкнутой в своем мире под покрывалом. Похожий подход мы видим и в работе «Выход невесты» следующую. Однако здесь Нарски облачена в синюю одежду, то есть она больше обособлена от своей семьи. Нам же в этих работах в свадебной церемонии, изображенной Метовым, видится изгнание из рая, деревни Сильви. Рай, деревня Сильви. До него большинство художников рисовали многолюдную толпу, окружающую Нарски со всех сторон. Анатолий Иванович же выставляет, почти выгоняет главную героиню, предельно подчеркивая ее одиночество, также вот с помощью цвета. Ну и последняя работа, которую тоже хочется рассмотреть, она тоже очень такая близкая к нашей теме, это работа «Пастушок» 1966 года. Анализ «Пастушка» невольно приводит к сравнению с аналогичными работами разных художников, а также с его собственной иллюстрацией книги, которая была выполнена раньше в рамках дипломного проекта. При сопоставлении их композиций становится очевидным, что у акварельной иллюстрации больше общего с гравюрами Григорьева, Быкова, Сизова разных лет. Темперный лист, данный темперный лист значительно отличается от произведений предшественников. На нем нет привычного зрителям воплощения тихой лирической игры на дудочке. Но «Пастушок» — это гимн жизнелюбия, в сердце которого ритм, образованный расположением животных на переднем плане. Сочетание ярких цветов, золотого неба и изумрудной травы представляет
представлена локальными декоративными пятнами. Сам мальчик больше не сидит под деревом, как у других художников. Он стоит, готовый к движению, то есть в нем есть вот эта внутренняя динамика. Он смотрит вдаль, и в этом взгляде не просто любование красотами родного края, а стремление в будущее. Рассматриваемая работа пропитана солнечным теплом, оптимизмом, энергией молодости. Она дополняет тему Чувашского рая, показывая, что достичь его могут не только влюбленные. Нам уже знакома горизонтальная ось плодородной земли, священное древо и верхний божественный мир в виде золотого неба. Здесь они тоже все представлены. Золотой пастушок сливается с сияющим небом, взирая на свою паству сверху вниз. И в этом образе нам уже видится известный всем христианский образ. Ну и в заключение. Марсиана Метова выходит за пределы простого переложения сюжета поэмы на изобразительный язык. Он был первым художником, представившим свою индивидуальную интерпретацию. Конечно, в основе его темперных листов лежат мотивы нарские, однако они творчески переработаны, дополнены иными смысловыми нагрузками и важными для художника идеями, что делает их автономными произведениями. В них, как правило, представлены сцены мирной жизни и ритуальные обряды, и более всего волнующий мастера мотив встречи на расписях мира. Воспевая любовь, юность и женственность, в Танковой Нарспиане он старался избегать трагических моментов поэмы. С одной стороны, у Бурданова он застал уходящий чувашский мир, с другой столица столкнулся с передовыми взглядами своего времени, отчасти благодаря дружбе с поэтом Геннадием Ольги. Это сформировало в нем потребность в создании национальной изобразительной школы и помогло ему доказать через свои произведения, что в поисках национального можно следовать своим путем. Художник Метов – носитель народного мировоззрения, в котором сплелись воедино древние языческие и христианские представления о мироустройстве. Через яркие символы образа он выражает свою тоску по утерянному чувашскому раю, и зритель на глубоком подсознательном уровне чувствует это. Спасибо, Валерий. Если есть вопросы, то, конечно, задавайте. Вы знаете, я так счастлива, что у нас сейчас столько исследователей, такие разнообразные темы взяли, и так интересно рассмотрели и озвучили. Просто вот какой-то происходит прорыв в этой области. Мы начинаем действительно заниматься серьезно творчеством Анатолия Ивановича Метова, и я надеюсь, продолжением коллекции. Тем более, что и наши художники, в частности, Станислав Николаевич Юхтов, он был купленными с вами и тоже проникся этим местом невероятным просто. Мы не только теперь называем гением места. И он сегодня выступит с интереснейшей темой. Она звучит так. Штрихи к образу назад, как символ вечности в творчестве Анатолия Метова. От рая переходит к другому миру. Пожалуйста, Станислав Николаевич.
Hatta Sikasiyeli bunlaştı şimdi kelimelerinde anat telizyon batninde de kalamalar. Bunda şirmazem sahaları ancak tarzan kızıklı şirma kerendiye karşı geçenlerin şulçemlara Alabak kuli ya anat ki varsa bize şirma kerende reydinde bunlaştı muzası. Bunda kurulan kasti alabak, bunda de kasti şirma orla ayalda şau. Вот Митов я тогда Анатолий Чварсей. Я зем просто бухвара нашла. Шабада он даже панорама деген я балагуна. Аллах синтезы сикасине. Девчана курзай хамбушка. Вот тогда те были балагунда. Паринче галабар шаг ял гунашна. Ancak da bu tebir yeni kurulmuş. Bu bir zaketime bildirir. İşte adamına çağırıcı giderler şunca ilgi veriyor. Mecelesi gerektirecek olanlar olanlar mecelesini bu şimdi şuraş denizem ürünle zemliye uğraşmak zorunda kaçaş kondurmayı mesela şu demiş. O da iyi bir sarkılaştığını bunlara giderine gelirse giderler bambaşka bir şey. Tayin işte böyle bahçede dostlar aslında de bahçede anlaşılıyor baba. Şurada bahçeye tutsasın, bunda bacımlıklar bunlar. Şak şirman pızık yeni kurulmuş bir şey var. Uğuk kurulsa gayet uğuk işinin diyor labı işince tüylek var kurmak mazar, da şövalye mazar işimiz. Вот и бuna numara hukukuna tofaşizince şakında da buna önce bu purdimar boyunca da buna şehir produksiyonca litof mazar zemin gerekti. Madallan zaşidini. Volna eti legalanalar. Bu tenziyeti demi. Volna met peteklenine kurna jaya volana o. Vol kurmuş pa bilim ужо karya bala olmaya buna zayıf. Kaşne bu vol hep petek kurmuş. Şaramba da burada çok важно видеть вот şava kurmuşan o kadınlar kalıbar bilim diye o pejama o pejamızarlık teze kalas kiletma. Ora kuzde parpay kuzde de toş kalaşma şakna kutun telimden karamar bir malala şülülle ştavda çibil bulna ştavda şkule bul ştavda zinjale значит zarah inşallah bazıgar burada hem de böyle kalmalı yep bu yala açta parlama kurma tadakta nigam damana izi jülegen yiju ne bir türlü şartında ne tuksagar kuranlar ştavlar minte permesti Утро, да, шулежели бар, туда, кажете, чарам запотом, да, шаванда карле курмат, аякра, шулде, шар мазар. Ептерензегар, вот, мытлево, когда он панорамалар курнар, когда вот ват кедестере курнар те беринде жемде. Вараманды урширас по табумая, пахчана герзегар, да, епшанда емирген кушлар. Вот варахан, шагы гербер. Етюд кузагаре волде, нет, этюды не делал. Да, он делал маленькие, вот шаг где. Он делал всегда сидит кадерами. Вот шавьялдан каяган яли. Шавьялдан кармен ял прилетит тубай шигензем, вот сидеть, зем кая шидет прилетит. Bu всегда сидит. Вот те были смахталась варашат. Вот Анатолий Иванович чамта ялана иге явочку. Разрахана, мазаж не берешь. Дитя волонтерное число, я уже сохранил число, я проверил. Если день я проверил, еще умножить, бумажек я буду делать, видите, как через но куда идти, когда не бежала, пальни курса, килегая сумма, килегая бушлазасом, Геннадий Николаевич, Наталья Ильинична Караман мазаж нет. Вот те бы заманкала, товарищи. Мазаря харди палахати кумбек шагын дебек иге явашлыгынама вот роман деген сыгайны хабар защит термер дезавында керсегармар мазаржине ну юдаштын дезем номда демеже будта анжакта тубаймас бар Анатолий Ивановичын чуне палакне тубаймас бар
Геннадий Николаевич, bu yerlere, bu yerlere, bana bölümler işler, kuvvet tubaylasın. Bunda çok formal değil. Текст Германа тебрение репортажи. Орда буда, уцабырап тапат да екен юбан умеземма хышисе, хыжал енесе. Текст Германа чарси дежанде. Похаление беге похрымда. Бит торте зерена. И пантане решена кашпара. Суймарма масна да нягай. Как мунда екен у торте. Резерва лажаке бала. Сывулашны легенде ранде. Ну, киня тавах сире чуварсе бленде. Депшапа шлешин шаксимагазанде Анатолий Иванович Волманжин Чонжон Чувашази. Волкильне, вот Чешпельчин Зигалана, Волкильне, Шакензине, Чон Чувашази. Чарнада Волкуни, Машин Галабар, Вол Кизебусов Павла Ижинать, Ев Хакламада. Здесь не опубликовано, не в машинописном формате, а просто записи в тетради с новым Анатолием Словом. Не называя имени, правда, Николая Васильевича Овчинникова, он довольно остро рисует и его Узнаваемый портрет. узнаваемый вполне, да. И кроме того, он дополнил все-таки это и рисуночками, тоже какими-то, карикатурными, что ли, шаржированными. Спасибо, Геннадий Вот. Николаевич. И я думаю, что этот материал у нас будет готов к 100-летию Николая Васильевича Овчинникова. Там нет таких личностных слишком отношений, там нет раздражения, там есть горечь. Вот да, эта горечь, это ему важно. материал, конечно. Да, я думаю, что это будет полезно для изучения, в общем-то, двух этих личностей. Да, если можно, я продолжу вашу тему и, собственно, свою тоже. Неизвестная страница жизни и творчества, коротенько по биографии и жизни Анатолия Ивановича. Дело в том, что, конечно, вот последние 5-6 лет мы основательно занялись этой темой, и моей темой плановой стало творчество Анатолия Ивановича Нектова. И стали доступны некоторые материалы, документы. К сожалению, не все еще найдены книжки записные и дневниковые записи. Вот нам Николай Прокофьевич Карачаев некоторую часть вернул, конечно, но там еще не все, там есть еще что возвращать. И записные книжки, которые основательно изучаем. Спасибо Виталию Ивановичу и Сергею Ивановичу, представляют нам весь материал, который у них есть в семье. И поэтому я хочу сказать, что, конечно, вот совершенно новые какие-то нам неизвестные вещи. И хочу сказать, что там такой пласт, и там столько направлений по творчеству Нектова, чтобы изучать и изучать. С одной стороны, это документальный материал, с другой стороны, новые произведения открываются. Вот нынче летом Виталий Иванович нам предоставил 17 акварелей, которые мы раньше не видели, раннего периода, до академического периода, как я предполагаю, и это тоже очень интересно. Потом, конечно, стихи его, это удивительная вещь. Первые стихи написаны в 7 классе. Школьникам он писал несколько наивные, природе посвященные, дому, матери посвященные стихи. Потом, конечно, период юношеский, его переживания какие-то личные такие. И, конечно, много ироничных у него стихов. Он был с большим чувством юмора человек. И в училище он удивительно описывает свое нищенское существование, когда они голодали. То есть это пытается передать в стихах. И потом, уже в студенческие годы тоже у него появляются стихи, потом он почти перестает их писать. Во всяком случае, пока мы не нашли. Очень велики были, видимо, проблемы, которые он для себя составил и решал как художник. Вот. И, конечно, некоторые документы, которые, вот, в частности, мы открыли, и вот, писали всегда, что он взял академический отпуск на 5-м курсе, а академический в архиве в Академии художеств я работала, там документ он на 3-м курсе берет, ему стало уже плохо, то есть ухудшилось его состояние, вот, и ему было сложно учиться, он на полгода берет академический отпуск,
и тогда же и начинает работать над темой «Наш СПИД», то есть гораздо раньше, чем мы думали, он начинает работать над «Наш СПИД», то есть эта тема его захватывает. И очень интересно, вот мы сегодня и о СИСПе говорили, в дневниковых записях у Емеля Александровны нашли, он размышляет о том, какова поэзия Константина Иванова и какова поэзия Сейсбеля, да, тоже очень интересное размышление. И таких вот вещей я не буду долго говорить, потому что я уже довольно много написала статей, они опубликованы, но еще больше, конечно, предстоит еще писать, очень. И, конечно, совершенно потрясающее открытие этой его библиотека и его списки книг, которыми он пользовался и в течение учебы, и потом. Это настолько высокая, изысканная литература, я удивляюсь просто. Он был знатоком поэзии невероятной. У него дома, в небольшой библиотеке, это древнегерманская поэзия, вообще средневековая поэзия и восточная поэзия. И чувашская классика, все поэты, конечно, это он хорошо знал и прекрасно. Это художники, которые были еще запрещены в советское время, а он уже интересуется и пишет. Он выписывает строки целой страницы из Кандинского, из его трудов. А что такое 60-е Кандинский? Его не было просто у нас в искусстве. То есть он настолько был интеллектуально развит, что это просто удивительно в те годы, когда все было запрещено. И поэтому я думаю, что он, выйдя на этот уровень, в заключении, наверное, все такое делают, что выйдя на такой уровень, он, конечно же, гораздо лучше начинает понимать и свое собственное, чувашское, и осознает его, и чувствует лучше. И вот таких открытий, связанных с творчеством и жизнью Витова, с личностью Витова, конечно, очень много, я надеюсь, еще и предстоит. И на самом деле спасибо Светлане Сергеевне Бойко, вот она мне так помогает с этими документами тоже. Вот, спасибо ей постоянно. Ну и я теперь хочу представить слово Виталию Ивановичу, пожалуйста. Скажите, у вас... Я хочу сказать, что Виталий Иванович Березовский родной брат Анатолия Ивановича, почетный гражданин села Курганова. Их было 4 брата, замечательных, умнейших и полезных людей. Yüzlerine bunların üstüne zanda, Oya, Başa, Sayagiş. Ularımın koydu, zanda şembi. Böyle orada Hacıcan Nikolaş'la Şamil Çıknı, yüzlerine bunların üstüne gitarıma, когда балалайкама оставала. Гама Бударна. Вот еще струнална балалайкана, он да струнална была. Бара чуди коллеги шагында качшым, коллеги посмотрели, мексесен шагын сүйменсене, управление культуры жутне вадим. А часто поехал на щите, вот инструментом удачевка. Можно почему-то раньше дождаться мало. Инструментом пошли конечно, позомничал, хобомничал. Но вот и не клеивать, щебештарно удастся. Мужья у срамашким виде пора инструментом бывать. Жил, конечно, что полдень ходит. Ходил в страх, где Анатолий Иванович Чилай явал зиму проносил. Мольберт, Махран, этюдник, чашек тир, кашека, пользу понизил. Диплом зем, книги зем, расчет книги зем, тягерен заявление зем, шуры зем, швизабыны денег зем. Издательство «Решенечный Хуцел» тогда Кенгибер. Студент Чухне, уверен, как по регбе,
Храндашпа, Гуашпа, Худ Истизем, Альбонзем, Пайда Упранзактар Аржа, Акен Алектуна Өзі Гаржара Упранаша Харге. Чи Өзі конечно, книгизем. Книгизем Хушинджем, Павла Поэцем, книгизем. Игорец Енге, Павла Художником, Шузабыны, книгизем. Сумахран есть туда, Толя поезжение юратно, Ходе Салазем Чулида, Антон Ильич, Калтахачев, Чулай, Аршаком Духовного Чулай, Салазем Чулми, книгизем, Пур Упранаши. Книгизем коллекции Инджем, Чеваш поездцем, Щеська, Константин Иванов, Питер Худагай, Алексей Воробьев, Геннадий Айди, Усань Якова, Александр Алга, Геннадий Юмар, Ширальзем, книгизем был. Вырос пояснение Изем, Есенин, Александр Блок, Есенин, был до дома книги, полное собрание, Блоком, Филипп Тома, Александр Пушкин, Лермонтов, Расул Гамзатова, Анна Ахматова, Марина Светаева, Гоголь, Гаврил Державин, Твардовский, Евгений Евтушенко, Владимир Маяковский, Рождественская книга земли, Турния Галаза, и Республикацию, вот моя кая. Мудр уж не додал. Ведь почалов поезжим, соввезенер, выросла гужарный зембур, Самохран Шекспир, Генрих Гейне, Гёте, Франц Кафка, Омар Хайям, Томас Ман, Рабиндранат Тагор, Румен Ролан, Ли Бо, Лу Дю Китай Боечцы, Ваги, Духу, Исакава Такубоку, Японии Боечцы, Данте, Тумако Фукао, тогда Утие. А жена Каларом, Пурнге Галаза, ну, дружнее. Искусство денег, книгизем Сахалмар. Где Лошинджем? Чувашское изобразительное искусство. Мне должен помощью дадут. Византийское искусство. Архитектура Монголии. Александр Иванов. Микеланджело. Графика Пикассо. История искусства зарубежных стран. Юнус Манишвили. Ван Гог. Рокуэлл Пен. Сезанн. Тогда Польша. Рагуларда журнал Дем. Ой, тогда Чармигов. Творчество. Художник. Огонек журнал Дем. Ой, Буровна Мухтардан. Тухну хажат сел. Азынная книга хажат журнал Денер. Был Шуриндай. Ой, Улюбуми. К себе и не было. Перегинче, Юд Патшалован, иллюстрации журнале Туянова. Как раз тех пост. Мой видео хавасится. Лебена, если зенчерки не подместили, не думай не гнадер. Ломана, она чергит килюмар. Книги журнал да. Картине за ней, медию древнее. Шамзин Гивнин Манадеш. Шинакта, Шавкартин Ехов Салардар, Мог Хойнер, Менгирне, Шанна Мандарне. Хаминджин, Ева, он книгизень катал эту мапигенни, а часто алфавит пазурнаш май, мар,
Medya kınığı binlerce ulaşla bu nişanlık. Şimdi. Срубах автоматан маула, шакпаталдан маула, класс шумуш мужа. Эмекем. Анатолий Иванович, Алжир Музыне, архива Хадилизе, Амаба была кулер, Шузем, Шващем, Урнагия, Пужавал давабрать, Евкевану забрать, Визе Буракар, вот Шумушка мел, Шангик, Музыне, Шан материал денег, Хадилизе, Шагузе, гуманитарный, и сюда помогла в ближайшем штабе. Исторически. Из этого уже тогда выше. Спасибо, Виталий Иванович, огромное. Всегда вас ждем и всегда готовы вас слушать. Да. А кстати, презентуем, пока еще на выставке. Анатолий Петрович, пожалуйста, встаньте. И представьте портрет, новый портрет созданный, он будет на выставке, но мы решили, что вот, можем сегодня вам показать предварительно. Анатолий Петрович, Антонина Ильинична и чемпионат мира. Я вот тоже один раз побывал в Богданово, и то, что вот и эта атмосфера, та, которая породила земля Анатолия Ивановича, ну, это действительно вот символ нашей Чувашии, и, конечно же, я давно люблю и уважаю творчество Анатолия Ивановича, и как-то для меня это нечто такое сокровенное, так что, как Анатолий Петрович говорил, что иконопись и есть и не то, что параллельно, а даже прямые какие-то точки. Мне тоже кажется, что вот если иконопись для меня это вот как нечто нерукотворное, как кора дерева, оно же никто и не делал, не человек делал, это нерукотворное. Как мне кажется, вот иконы, особенно, конечно, те древние, это тоже нерукотворное, как если их не люди делали, при всех этих канонах иконных. И также мне вот кажется, вот труды, работы Анатолия Ивановича Никтова, это тоже, вот, даже не верится, что он учился вот, в Академии художеств, ордена Ленина, Трудового Красного Знамени. Это понятно, это все в его творчестве это читается, и слава тебе Господи, он высочайший профессионал, но вот, как говорится, школа его не испортила, вот он сохранился, вот он, вот его не только я, а вообще вот какое-то спрессованное время Чувашии, не только Чувашии, в нем как-то вот, я не знаю, сгусток творческой энергии, и который мы, слава тебе Господи, вот, начинаем доходить до этого, понимать, и спасибо, конечно, гуманитарному институту, что вот такое имя, оно не то, что не должно быть забыто, оно вообще должно быть сиять и просто должны гордиться, наверное, перед всем миром, что у нас есть. Вот. А тут вот мне повезло, да, дождь шел. Да, быстрый день погас. Виталий Иванович любезно согласился посидеть, там нам печку затопили. Ну и вот портрет такой получился. Это все будет на выставке, которую мы непременно организуем, посвященную Анатолию Ивановичу и нашему пленеру, который впервые прошел в истории вашего завода.
Станислава Николаевича и Анатолия Петровича поставлю. Ой, не уходите. То есть это не просто этюды, а выстраданные вещи, уже сделанные, как произведение искусства, дописанные, додуманные. То есть это настоящее. По несколько вот куда-то на впечатление, а это две роскошные медвежьи чудо будут коллекция веяния. Вот. Ну, как наверное, да. Нам же подарили. Нет, Анатолий Петрович еще не дарил. Я так понял, что он преподнес, оно у нас уже в экспозиции. Очень против. Юрий Васильевич сказал, что надо было руку сократить, коллективный поиск. Да. Ну, то есть работа, конечно, идет. Ольга Юрьевна Сергеева, дадим вам несколько слов сказать, поскольку Ольга Юрьевна такой пропагандист замечательный, такой помощник по организации наших мероприятий. И она Анатолию Ивановичу Медову посвятила тоже, отдала много сил и ума своего. Она занимается с молодежью и продвигает в нашей студенческой молодежи это имя. Кандидат библиотекарских наук и библиотекарь. Добрый вечер, теперь уже добрый вечер всем собравшимся. Я очень фрагментарна. Я понимаю, что даже мы опоздали, но вы все тут давно, поэтому очень кратко. В условиях саморазвития личности мы считаем, что совместное творчество преподавателей и студента, создание культурной среды для повышения внутренних источников саморазвития должно существовать. Феномен «быть личностью» – это умение проявлять и управлять собственными гуманистическими смыслами нравственного содержания сознания. Цель образования, как мы считаем, это создание условий для формирования творческой личности. Отрыв человека от красоты и гармонии постепенно превращает его в биологическую приставку к компьютеру. Поэтому так важно вновь и вновь обращаться к великой силе искусства, той творческой энергии, которая, собственно, и отличает человека от других представителей природного мира. Педагогику мы видим как синтез науки и искусства. И ярким самобытным представителем художественной культуры нашей республики является Анатолий Иванович Метров. Анатолий Иванович – создатель национального художественного языка, отразившего всю глубину мировоззрения чувашского народа. Живое общение с творчеством Метрова для молодежи – это открытие порталов в новые миры. Работа художника – это не только узнавание своих корней и проникновение в глубину национального самосознания, это и возможность почувствовать тонкую связь частного и общего, национального и общечеловеческого. Ну, это фактически проникновение во вселенную Метрова. Приобщение к творчеству великого человека расширяет горизонты сознания, дает возможность видеть мир по-новому, открывать даже свой внутренний мир, обогащать его красками и смыслами. Вот такие встречи, которые мы проводили в залах художественного музея с произведениями художника, общение с исследователями его творчества, все это давало повод не только поразмышлять, повод, естественно, молодежи, но и возможность поучаствовать в проектах, посвященных мастеру. Так, среди наших ребят родился проект «Наш город и мы». И студенты, вдохновленные творчеством великого художника, это уже, я думаю, что можно вполне так сказать, решили выяснить, знают ли об этом прославившем Чувашию человека жители города, и в частности жители юго-западного района, где находится бульвар Метова. Вот было проведено исследование, проанкетировано достаточно немаленькое количество людей и выяснено, причем разных возрастов, званий, как говорится, и молодежь, и старшее поколение,
Вот выяснено, что только 13% имеют какое-то хотя бы представление о художнике, как ни странно, да? И вот в том числе, ну, вот о художнике, чье имя носит бульвар. И почти никто не смог назвать произведение, хотя бы одно из произведений мастера кисти. Поэтому ребята решили разрабатывать этот проект, и целью его стало создание программы, где разработаны варианты просвещения населения, знакомства различных слоев горожан, от дошкольников до пенсионеров, с выдающимися людьми, в частности, с Анатолием Ивановичем Литовым. Программа, которая предложена была, состоит из 4 блоков. Первый был создан для дошкольников. Он включает в себя предложения по разработке игр, посвященных городу и творческой интеллигенции. Второй блок для учащихся школ. Это создание тематических фильмов и школьных радиопередач по культуре города. А третий блок учитывает интересы студенческой молодежи. Здесь проведение конкурсов на знание истории, культуры, мероприятия по благоустройству улиц с тематическими названиями и использование информационных технологий. Четвертый блок программы учитывает интересы всех горожан. Здесь предлагаются идеи по созданию памятных досок людям, чьи имена носят улицы, создание стендов или баннеров на остановках общественного транспорта с краткой информацией о национальных героях и деятелях культуры. Вот в этом заключается пока теоретическая часть проекта «Наш город и мы». Почему молодежь как бы включилась в разработку этого проекта? Потому что хочет сама больше знать о людях, которые создавали культуру города и республики, стремится быть сопричастным к развитию культурной среды, достойно продолжать традиции предшественников и создавать мосты понимания между поколениями. Проект студенческой молодежи получил дальнейшее развитие. И мы с вами сегодня целый день слушаем, а до этого, конечно, это был целый ряд мероприятий, включающие встречи, круглые столы, пленеры. И вот был запланирован и проведен целый ряд мероприятий в этом году, посвященных юбиляру. И профессиональное сообщество как бы поддержало инициативу молодежи, что, безусловно, тоже укрепляет связь поколений, создает ту культурную среду, где формируется личность гражданина и носителя культурной традиции. Ну, мы считаем, что вот работа преподавателя – это создание условий для саморазвития личности. Это основание создания условий для размышления, осмысления окружающего мира. Вот такой синергетический подход к формированию личности предполагает создание условий для творческого включения личности в процесс преобразования мира и себя, постижения гуманистических смыслов бытия, создание условий включения личности в структуры сознания, поиск творческого развития ситуации, творческую деятельность. Масштаб личности художника Анатолия Литова, прикосновение к его вселенной вдохновляет студенческую молодежь на творческую проектную деятельность и вводит в пространство культуры, формирующую личность. Ну вот, мы считаем, что стратегическая цель высшей школы – это образование, воспитание компетентной, креативной, нравственной личности специалиста. Я представляю здесь технический вуз, и поэтому для нас это очень ценно, чтобы личность была и креативной, и нравственной. Вот к проекту нашему подключились преподаватели нашего института, преподаватели иностранного языка. Вот, и здесь со мной присутствует моя коллега Кристина Валерьевна Фадеева, вот, которая очень важна. Вот мы с Кристиной Валерьевной запланировали создание учебного пособия, которое как бы объединяет культурологическую составляющую, лингвистическую и краеведческую. То есть, поскольку иностранный язык изучается через переводы текстов,
и часто тексты эти бывают абсолютно абстрактные, мы решили, что мы можем подготовить тексты, конкретные тексты, посвященные представителям культуры нашей республики. Вот. И сделать это, может быть, даже не только на двух или на нескольких языках. И, естественно, это будет русский, чувашский, английский, возможно, немецкий языки. То есть, чтобы наши студенты, как бы, вот как бывает, 2 в одном или 3 в одном, изучали не только языки, но изучали еще и культуру родного края, потому что, как вот показывает реальная жизнь, в школе это, к сожалению, или недостаточно, или очень однобоко дается, и поэтому нам хочется выходить на какой-то другой уровень и давать возможность уже более сознательно подходить к истории культуры родного края, изучая конкретных личностей. И я думаю, что вот пособие, которое мы, возможно, в начале нового учебного года, которое, возможно, будет продолжаться, я думаю, что новые коллеги будут включаться в разработку этого пособия. Вот такой маленький вклад мы хотим сделать в просветительскую работу и, в частности, по отношению к Анатолию Ивановичу Литову. Чувствуете, да, как класс этот поднимается? Это же будет программа для только. Это в интернете пойдет на английском языке. Они работают, и вот Юрьевна, она гуманитарий в техническом институте, она, конечно, огромную работу делает, в этом смысле, спасибо. И теперь такая изюминка в конце, Лидия Алексеевна, гость из Табурданова, из школы, где открыт музей, о котором столько мечтали, и силами учителей, и больше всех занимается Лидия Алексеевна. Пожалуйста, включите, да. Расскажите о своем. Чималган Манчатнагала Скретси, Сикасизенье, Бурнеге, Пиде, Кегме, Салам. Тогда Жаганда Буштарна Жинзенье, Сикасизенье, тебе, Пиде будет карта ваш небо. Если Анатолий Иванович, кто водитель, если билин Хизеплевал, Ендежемеле, Сумазуза, Чизапурза, он Эжезене, Хизеплезе, Волтуна, Эже, Парвадар всем Враньевуза, тем Герлешки, Дурышлашки, Ватрас. Может разделить Черчеверзем, Шураверзем, Езергаларный Керлешзем, Жабр Шутрах книги земли. Егер вара Сирин, Шайба, Карлаштарзан, Сикасизем, Анатолий Ивановичем, Аркадарзы, Ылылхая, Паркадарзы, Манумезем, Бекторын, Маршактаря наши течения. Школа Балахаева Егер Анатолий Иванович, я не Арас келишпеш кудымыр, гавай кудымыр. Анчакта кемчен калашны гулинде Анатолий Иванович әжезене, onun Пурнажеве парлаштармалы музей берен Чилайчене метлензадан узанда болмайды. Кашни язалан хойын богады дештенді. Кашни богадын хойын портрезем, героизм деппір. Шақ замана шеттереші берен школ директоры депиде пулдарылышын бұлжа Михаил Марьяна Константиновна. Шақ жұтрах сиренжі жырдарында пулдарылышын зем Ну, мои уже чаще заражаган зел, Антонина Ильинична Марбинова утра, Пурдеберле Вайкутумари, Тармая, Билень, Юлемчук, Шуртшук, музей варей безета на скелет, Кунда Билень, Шурджи Дубенча. Шкула Берлех Тунана, если Кунда Курадара шкула, Кунда тогда мастерство играть, когда Ку Шурда Бинде дома Жерушма Пласта Машурда Дузабуна, Пергенчен Каваские Чарда, Ку Шурда Шекенчерде, мастерской Шурджи Гуларат, Аялды Шайра Курадрезер, Кана Виталий Иванович Митов Татуна шаг мастерской журне. Шагында берен и жильце Аллаханчы жылай выходытне када Ширитти бозону полный вес шумыреде юры шылыде гайзатаны бер Мачиде жильце анычы шурчы шутсыр шалды билимізен жергезірчі шагында музей күлемі үш маршрутларымыз. Антонина Ильинична Балахидзе Куджана Калыжы жібе, кунда бала кезір курады қайдан деймі ғыда, кунда матчи бұр. Мачине тузабуны. Анчакта онда мачине жүктішкеға. Қалыбы жібе тивіштелес бұл музей етелі. Анчак тумалы биден умай, әшін умай. Чималдан беке ажинчен жададыла ұқшаген дегенді. Милет узашы ері бір жібезе. Қалақ
Чуттынже Шинземсермар. Так было. Если бы было еще хуже Антонина Ильича, потолка не было, который вышелся. Сейчас, конечно, тут вид немного Шинземсермар, Юрий Хизеплиендежинер, Артемьев Юрий Михайлович, человек Зацума Владимировича Бендаранах, район администрации Булыша, Хамаран выпускник Долгов Валерий Васильевич, ondan deyindiğin zem kaşniyetmen çubaraj, parek pinçer barzanca, jalkalı dedi bunca şarında, yüzavaşı zem tuza yerikterse, muzey uşma kadirlese şiddetlemir. Ballakında ikkeleni gençin zemde bunca muzeyde uşu kadar min kadar da bulunda gezi. Koy şey bir malkanak yanvarı verince, Vitali Vançpa, bulmuş masra veren yeni petken acaba tuza yerikternince, Vitali Vançpa'nın batni gece bulmuş çürüyesiye, men muzeye vurduğu yapama buldarat, men kadar kula buldarat, şarda beni tişkerdemir. Bundaydı hal burada slayçince bu birin şkulda, koridorda tuza bunu perden bir şaklamalar buluna verildi. Anatoly Ivanoviç Mittov'un burada gibi eşekleri kıştak palaştırdı. Это в коридоре в школе только. Şkul koridorunca parlak muzeyi kirli bulunur. Bunda tinkana şerize kalaşırız. Şu başkada 15%, şimdi 15% ancak paylaşıcı dizini toplayın. Sikasıncı var numarasını bilek tezeki kalamanı bir. Mesela şkula dizim. Бұғыдың ертелеген класс сегеже сенже ғана мүнтоқ ятне ертіне. Үтті жүкін жа коридор дистанция. Шамбада музей ужылзан, она июнен шитчімі жінде күнде доғы жығын ұлтын шылдау шырымыр. Пұр дебеде сарынжыш. Музей дезен пұр дебелер сұлашы. Бұл этнография бежігіндішке. Жалдан тәрлия бала етсагеме ұшларыш. Балақпында Антонина Ильичінде ұттар қамдамалдан құрағын этнография бек. Құплаза қоңы бір жерезе. Перемеккағына Виттов Дядя Намар Виттовға қалалары музейді воспитчі. Жалба құндайдың алдында этнография байыны бұрадыр. Чувасты старина кезетлері қалашынды бұна берен. Құндайдың құран бір-біріне ұлға жүре бірін ақылардымыр бұл шығынма. Құнда мен ғыдарташын бұлдымыр еді. Чималдана қалғы бұғытыр ядызым немендер білмеші ішкеға. Мен бе ұзы құрны, чығаш жылы ерге, думдері таранақ білмеші. Терсібі қалсан қалғы ялажызым ұқват мінекке онба мен тумалыне де онманмашы, ұнгармашы. Ona gibi gazabıla jargılaga bulunurdu. Şagında var bir Anatoly Ivanoviç Mitov, üstüne adavanlığı kadar çavaş sen dum geride uzun hadir zenede kadar da size vurnaşlarına payı bu verin. Bundan diye bir Anatoly Ivanoviç Mitov sen amışı terbitren bulmuşken şagında manın uyamanı amışı terbitren şag takşanı şag diye bağda çerezene kadar da böyle bunda. Desene Верить, шамшити ветерление, а волки терезем. Allah kokali, Anatoly Ivanoviç Mitov başladı, şığınla, ama şöyle şığınızke. Bunda ise presidentine uğradı, bunda Allah birini paylaşma bulan Anatoly Ivanoviç Mitov'un Vitali Ivanoviç şimdi aşağı, ama şimdi kalza bırakan materyalını bunlara kadar koyunca ezir uğradı, onun diplom peşe. Maria, она и рецепт так немало, куратор среди индейцев, акол поддерживает грацасы. Анатолий Иванович, шагында келинде шкафе зенже курунадында, чималдана ажасемшінде, пиреншінде бол пиде паға. Это музей воспитания, эшеде пиде пызык ажасеме. Ондай бір пиреншін паги бол Анатолий Иванович Митовын аллезем тыткаланны эшқадерезем. Митовын ошчине баянгын упразадыраган жабалаземонда. Личные вещи Анатолия Ивановича Митова. И мы считаем, что там сохранилось тепло его рук, тепло его души. И они очень дороги нам. Еще то хорошо в нашем музее, что дети могут потрогать их. И они очень удивляются. Вы понимаете, вы все понимаете, что чуваши, они прежде всего, я хотела бы сказать, прижимистые. Они экономные, берегетли, кашлява, берегетли, Şahımda kumabuladı nakaza harapı. Kişçizim derezem, şardeli halgibek çaplımar, ancak tarzım petmede kuşlanır. Koştuğunda demişe şüşpek çıkın ayolu. Apla birinci ana pırak işlaman, halgi acazını ol. Tıtkalaşı bir begeç çıkakları, ondan upran edi. Şahın bek, eşkaderezem bile şarkılar, puldarınla işlem, payan kun, şümpelegen, Avrupa jaydaran, çıslagan işlem tuma buldarına dize kırdarda koyver şartmenzene, acazım arazene tıtsa bide pilenişe. Bu bayıncalar yazı kuradığında Anatoly Ivanoviç Mitov şincan şırna penegezene, jurnal zene, ona bile kunda ballah kurdemar, vahudun kulaza uğrap, kırılmaşlar apır, menşetizin jakında kalsak paras gerek, muzey ballah kubirin kuşlamışı. Sire ballah kumbek muzeysen beklerin
Шардели, Чапла музей, я шуплазайне держаплайка, Кувара Билин музей, Такшанах Кецедрага музей. Кунда баллагын дегутлашы ябалазен де бурадырызы. Шагында херенче машинкине бир наменчинде да бар. Анатолий Иванович Митовын хойын документизм ушинче автобиография, тада материалзы бәзене бұл машинкыға печетлезе жетті. А жазымен деп Аллах она курзасы нұннан машы. Мен не бұл печетлене? Компьютер бар, печетлезекларын не шердім. Ку меншін жағымек саспалызым, краски меншін жағымекларын деш. Барай бірінде ол курады жазы құтнеге печетлезек. Когда доктор Аллах был Анатолий Иванович машинки бар, а жақта қыштақ кытақма ұлдар. Кунда бара қалезер, Митов Виталий Иванович па курады Пирен музейі, Илем Леце, Пироган, Чина, Кашков Николай Иванович, Виталий Иванович, Расылдың Немчак, по Чуваш Патшалық институтінде художество графика факультетінде Грензе Духныске. Бұл 5 жыл бұшы учителешлер, Гайран Құрақры, Иріктен ішлеген жын бөлчі. Бұл бара қой или Малданов Аллах билен шақ билен 5 жылдар бұзан келешмері, бұл сарайын жешілге келешместі бектері. Анчақтағарым көмілі жағымыза ғайреде, баян бұнғыл түйлерзі, мен думалды, мен вырнаштармалды, Пәдембек дергелезе, урат тегі жүк балақты Антонина Ильиничтің маны да оңға табла жолдалы. Бұл онда ұтлашы ябалазын кіртмежет. Атла өлінде болып бейден ұмайды көрет. Қада жақында қалазақ барыз келет. Сиреп шағзавыралаған зене Антонина Ильиничтің пірле ұшқынен жешлене зелеп бейді бұзыттан қалашы. Сымақы қаладып сирия көрнеде. Шағында құрағаны ақшақ алытқан бұзадыр зене. Шақ пәдемсізден ақында Пәдембек мар. Бұл сирен ұқшаба жергейлене стенцем құрады резерғай. Вәземге бере ұқшаден кебе бұлышыш, езер бұлышыр ұқшаден кебе, шақ ұқшаден кебе бар әже кәртсе, шақ стенцене бұны. Құнда құрады планшы, тада сылдым енжеде бір барды. Құнда айзы құрады Пәдембек тұзай деремей, ғаға жылашқын ғыржаблай құжылдырымызе құрнаш жылда. Құнда Геннадий Николаевич шымчен, тада құнын әжесем шымчен көрімсем бұр. Тада планра құнда тұзақ келеймен шағымбер үйде берен музей. Шынцем килзе курашы, күндай біректелет бір класс сегечізіне, мұнзы күшіне халитада модана кереші музей урок десем, десе музейні урокки. Шағырықсы еттезе, похрымырынды, күттәлі урокки мектезе, жалғалы текеші бет. Күшламы жылғыр, малашыне тада адаланасса шанақ бір балдан. Балдан құрады етінде күлістен арчыбені жаплайы, қадық шақ художник сәуді, пағына құлышыны ұқшаден бет, ұдағын сәуді. Тогда пусть был медиа, тогда ты высмакала себе, если человек не говорит, Каяй улза Жагымбек тыват пыргезе. Каяй улза мар пек туин атманы, кашны ябалан хойын богачы, шамба анып кележі. Тогда мы шензе далас келетсене. Каяй улза туры мырыжегезе шерили миллиан булды, сирен хужыра, епаян пидя хавас сирен хуша, шагында ларма, май тюргилнежі. Езір күрде биде бұлдарулы жынзы. Қайран, переде де прикайзасын, қая юлдымыр дезе шелемелям бұды. Бір-біріне баян кезеплезе бұрынашчы. Чәрі жүгнех, парғадар езімшіл. Үшта мен қылар малыне, мен ларт малыне, шақ малыне құр біледір. Чәрі бұрыны жүгнех, тағылза парғадар езіне парашчы безене. Такими людьми история наша пишется. Вообще, преклоняюсь перед вами, учителями и педагогами, которые взяли на себя. Значит, хочется сказать, что к юбилею к этому, конечно же, вот было много людей, которые подключились. В частности, Александр Аркадьевич Осипов здесь сидит, который фильм сделал. Где-то он был рядом. Да. Вот. И на телевидении 2 раза прошел двухсерийный фильм, который они сделали и повторили специально вот к юбилею. Там за углом Михаил Николаевич Воробьев. Он сидит. Это тот фильм, который мы смотрели в начале 1987 года, но почему-то он не показывается здесь. Да. Да. Национальное радио сделали передачи на ВТРК и на национальном радио сделали. И мы с Геннадием Николаевичем, конечно, хотели показать вот фрагменты той поездки быстренько пропустим нашу пленерную поездку замечательную, которая нам очень дала в плане вот материала. Давайте, пожалуйста.
Олимпиада Васильевна Каверова, вдова художника с сотрудниками музея. Здесь 83 да, год. Карачарского Майя Андреевна, Иванов Геннадий Николаевич и Рязанцев Виктор. 1933 год. Рисунок Тагаева Сурбана, известного художника, который был правительственной комплексной экспедиции по обследованию Чувашии. Мы будем немного рассказывать, потому что у нас по программе современная повестка, но Геннадий Николаевич хотел показать, то есть, пожалуйста, дальше. Это Буданов 1933 года, это уже фрагмент работы Анатолия Ивановича Литова, который находится дома. Дальше, пожалуйста. Ну, вот это известная его серия качелей. Дальше, пожалуйста. И это уже современная работа. Вот результат пленера. Молодые художники наши начали еще не закончили, они сделают выставку. Это новый взгляд, они же влияли на ту же среду. Это тоже видите, пока дальше, пожалуйста. Это мы приехали как раз у этого стенда в школе в коридоре, который уже много лет там создан. То есть школу знакомит с человеком, имя которое носит. Пожалуйста, дальше. Это мы на кладбище, уже вышли с кладбища. Пожалуйста, дальше. Это тоже начало работы на этюдике. Дальше. Ну вот мы тут раскладываемся. Пожалуйста. Виталий Иванович достал из сундука очередную пачку сыградий и открытие для нас. Дальше, пожалуйста. Софья Ивановна, вдвоем очень хорошая фотография. Ну вот процесс тоже. Пожалуйста, дальше. Это вся семья. Да. Ну это известная работа. Дальше. На чердаке, где хранятся и сундук, и книги, и какие-то вещи, и это стул, который в доме у Виталия Ивановича, в то время еще жил, когда Анатолий Иванович был, из детства. Дальше. Вот они блокноты у нас изученные. Пожалуйста, дальше двигайтесь. Это процесс работы дальше. Вот это уже новые два дерева на кладбище. Не там, да? Это вот урюм, река Урюм, и там вот громадные столетние ветла. Дальше, пожалуйста. Ну, вот такие виды прекрасные, удивительная земля, конечно. Это дальше. Вот могила Анатолия Ивановича. Дальше. Да. И матери рядом тоже. Вот и со двора буквально вот этот вид открывался дальше. Вот то самое дерево, одно из справа стоящее, оно умирает сегодня, оно сломалось, оно огромное, старое. Вот мы были на кладбище. Ну это можно дальше. Ориентируемся в местности. Виталий Иванович очень много рассказал, все места почти мы обошли, хотя там можно обходить, и обходить это бесконечно. Вот оно. Дальше. Дальше. Те места, вот вы видели, эти удивительные работы. Это в экспозиции художественного музея. Художественный музей никто не пришел. Дальше, пожалуйста. Это уже в разное время мы ездили. Часовенка под горой, под церковью. Там есть несколько объектов культурных, исторических. Пустая тропик. Школа имени Витова, розовая. Такая волшебная школа. Розовая школа. Дальше, пожалуйста. А вот во дворе стоит то здание, где музей. Теперь, пожалуйста. Нам Министерство образования, кстати, Николай Иванович, Юрий Николаевич Исаев постеснялся зайти, помешать нашей работе. Хочу сказать, что он очень поддержал нашу тему, наши поездки. Ему, конечно, огромная благодарность. И он приехал, хотел поучаствовать, но у него опять мероприятие. И он опять убежал, извинился. Вот. Это Лидия Алексеевна, наша драгоценная. Дальше. Это мы с Станиславом
Николаевичем. Уже там в музее, все мы побывали несколько раз в музее. Дальше, пожалуйста. Вот они, чудные дети. Кстати, сейчас новый глава сельского совета, вот буквально месяц только как там, Шпаков Александр Иванович, как похож на Анатолия Ивановича Медова, удивительно, просто один цвет. Дальше, пожалуйста, здесь в этом доме. Это же мы в домике жили при церкви, как раз изучаем работу Анатолия Петровича, по-моему. Нет? Это работа, вот они, работы, которые новые, никто их не видел. Виталий Иванович их только показывал в клубе, а потом отдал в музей, а мы решили, что надо обратно отобрать, потому что бесценные вещи, неохраняемые. Вот. И это вот две вещи, которые еще никто не знает. На открытии-то видели, когда мы открывали свой музей, извините, пожалуйста, у нас сплошь там были подлинники. Ну, естественно, такой музей, вы сами посмотрели, окна какие, двери у нас тоже не ахти. Это была вообще головная боль наша, большая. И потом мы начали уже заменять все абсолютно. Вот оформили мы их, и они также звучали. Очень надеемся, что Национальный музей все-таки когда-нибудь поймет, что в Национальном музее нельзя не иметь работы Метова. Но пока вот вопрос затормозился немножко. Дальше, пожалуйста. Это молодое племя художников, талантливых ребят с академическим образованием, которые создают сейчас новые работы, посвященные... Это церковь, и мы в домике при церкви жили в Квитере. Там Константин Покер, Сергей Аликов, Татьяна Серебрякова, они справа. Впереди художница театральная, Шамбина Людмила Николаевна, сзади Екатерина Кузнецова, она уже сделала чудный новый рельеф, посвященный Литову, тоже никто еще не видел. Геннадий Николаевич Арков. Дальше. Ну и мы, конечно, как главные герои. Пожалуйста, дальше. Вот во всеоружии у нас Станислав Николаевич Юхта. Мокли очень даже. Отец Петрович, ну в такой дождливый день приехали, вот отец Петрович и Анатолий Петрович Рыбкин, это что-то было, вообще не утихало тоже. Дальше, пожалуйста. А вот момент как раз, когда пишется портрет Виталия Ивановича. Анатолия Петровича не видно, только мы тут. Дальше, пожалуйста. А вот он в углу. И это он сделал так быстро и талантливо. Ну как быстро? Мастер работает быстро, потому что умеет работать быстро. Темно стало. Еще темно стало, да. Идеальный натурщик Виталий Иванович не пошевелился, сидел. Таких натурщиков не найдешь просто. Дальше, пожалуйста. Вот, молодые. Они такие талантливые, вы не представляете, как они любят Литовы, как они образованные молодые люди. Дальше, пожалуйста. Вот дорога на кладбище. А это я уже собрала землячество 2 недели назад в литературном музее, Канарское землячество. И пришли во главе с Тарасовым Юрием Алексеевичем земляки такие, многие известные земляки. Кипеч был, Геннадий Медведев был. Вот. И даже Яковлев Валерий Николаевич пришел, и Александр Аркадьевич Осипов, и много других. И мы так провели хорошо вечер воспоминаний, мы рассказали с Геннадием Николаевичем, и они мало знали, и они так прониклись, что они стали нам помогать. Удивительным образом они помогли нам организовать вот несколько уже последующих мероприятий, в том числе, и они организовали все-таки открытие памятной доски, которую создал вот Владимир Порфирьевич Ушов, Нагорнов. Он создал и инициативу взял на себя, все организовал. И на прошлой неделе мы открыли на доме Виталия Ивановича памятную доску, посвященную Виталию Ивановичу, Анатолию Ивановичу Литову. Это было событие, которое ждали ну, вот 40 лет, не меньше, конечно. Это случилось. Слава Богу, нам помогли люди. Это вот как раз тот самый вечер. Да, пожалуйста. Геннадий Николаевич, я инициативу взяла, может вы? К сожалению, я не включился в кадры с открытия памятной доски. Это, конечно, было событие грандиозное, по сельским масштабам.
Да, была и пресса, и представители министерства там были. Откликнулись очень. Все канадское начальство было во главе с главой администрации Канадского района. И, ну, все, те, кто там был, просто откликнулись. Ну, репортаж есть и на сайте. Это было и по телевидению тоже прошло. Вот Александр Осипович сделал, Александр Аркадьевич Осипов. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте, а в конце мы еще, если нет вопросов, хотели предоставить слово Ивантаеву Петру Васильевичу, который тоже хотел, депутат Госсовета, который хотел, наверное, сказать что-нибудь о нашем вечере и даже более. Мы давно намечали прийти в институт и презентовать энциклопедию агропромышленной промышленности в институте. И мы очень рады, что вот наше мероприятие совпало с таким, прямо скажем, очень интересным мероприятием. Я вот творчеством то я, поскольку не специалист, не так близко знаком, но знал и лично я припоминаю. Вот то, что сегодня слышу, настолько интересное и полезное мероприятие провели, просто слов не хватает, чтобы благодарить, что вы занимаетесь вот прямо и вытаскиваете по крупицам, создаете образ такого величайшего человека. Спасибо вам. Но, перейдя вот к нашей теме, я что хотел бы сказать. 5 лет тому назад мы, группа ветеранов агропромышленного комплекса, решили создать союз ветеранов агропромышленного комплекса. Союз объединяет где-то более 500 человек. Ветеранов агропромышленного комплекса тысячи ветеранов. Но наш союз пока начали создание такого союза, объединяющего пока руководителей всех рангов, начиная руководителей совхозов, районов, бывших первых секретарей, министров, работников Министерства сельского хозяйства. Вот 5 лет мы создали такой союз. И вот одним из первых направлений работы у нас было увековечивание в памяти тех людей, кто создавал экономику агропромышленного комплекса. Их очень много, начиная от 19 века и дальше. И вот решили приступить, подготовить, то есть вначале мы хотели, как вы хотели его назвать? Не важно как. Да, не важно. Ну, конечно, персонали самых выдающихся личностей агропромышленного комплекса. Но потом все дальше, глубже. Вначале один редактор был, потом второй редактор, создали редакционный совет, разработали концепцию, положение этой энциклопедии. И вот потом в конечном итоге решили связаться вот с Алексеем Петровичем Леонтьевым. И он у нас согласился быть как бы главным редактором, составителем, автором, составителем этой книги. Редакционный совет у нас возглавлял, ну и сейчас, пока еще работа не закончена, министр сельского хозяйства Республики Артамонов Сергей Геннадьевич. Но вот мы, Александр Петрович Самуткин, ну, многие, наверное, знают, он сопредседатель нашего союза агропромышленного комплекса. И вот в конечном итоге, вот как бы родили, что ли, вот такую книгу. Энциклопедия агропромышленного комплекса. Сюда у нас входят где-то статьи примерно более 5000 персоналей и около 500, чуть больше 500 тематических статей на тему развития агропромышленного комплекса, сельского хозяйства. Ну, нельзя сказать с древних времен, но и... Сколько лет работали? Вот работали, где-то года 4 работали, но вплотную работали 1,5 года. Вплотную. Ну, что вот можно сказать? Я очень благодарен институту вашему. То, что вот
вашей помощью, во-первых, ему разрешили как бы вот, работать, вот, конечно, не урочное время, я не знаю, когда она работала, конечно, но Не в ущерб науке. не в ущерб науке, не в ущерб своей работе, правильно сказать. Но кроме всего прочего, у меня слов не хватает, чтобы выразить благодарность Валентине Григорьевне, которая здесь присутствует. Больше всех она работала. Она как бы каждое слово, каждая персона проходила через ее прямо жесткие руки. Сколько вот мы спорили, иногда бывало и вот с этой хрупкой женщиной приходилось и самое. Знаем ее хрупкие. Да. Она стояла на своем, и вот практически, я считаю, очень много раз сделала. И вот мы учредили, Союз ветеранов агропромышленного конкурса учредил такую грамоту для награждения наших ветеранов. И вот мы одной из первых награждаем вот этой почетной грамотой Валентину Григорьевну Харитонову за большой вклад вот вам хотим вручить книгу. Ну, естественно, наука, это, я считаю, произведение, или как сказать, произведение, труд научный. Без научных работников ничего не сделаем. Иван Иванович Бойко, член коллегии. Я помню, в каком году первый раз сцепились. Правильно, потому что Петр Васильевич был заместителем председателя редакционного совета Николай Васильевич Федоров, Петр Васильевич был заместителем председателя редакционного совета. И когда мы создавали краткий энциклопедия. Однотомник, да. Вот, и он, друг на друга, конечно, может быть, обижались, да, но мы свою точку зрения, он нас убеждал, что мы не правы, мы отстаивали, в общем, в конце концов... Консенсус был найден по всем... С чувством глубокого удовлетворения мы расстались. Спасибо. И, естественно, Геннадий Алексеевич, рецензент у нас, Николай. Все знают, да, лучше меня его знают. Спасибо, Геннадий Алексеевич, большое вам за помощь оказанную. Ну, я хотел передать Петру Степановичу Краснову. И вот два экземпляра хотел передать библиотеке. А в Тамурданскую школу вы были на нашей через неделю. А вот эти ветераны сельского хозяйства у истоков стоят. Петр Васильевич, придется выйти из положения. В отношении Табурдановской, раз музей, значит, Табурданова, значит, обязательно доставим. Через Валерия Васильевича. Нет, прежде музей, чем музей, вот, Софья Ивановна, она имеет награду за поднятие ширины и залежных земель. Наверное, скорее всего, у нее есть книга, наверное. Такой нет, раз вы только что присутствуете. Вы сейчас со мной не Надо потом. А вот эти книги мы хотим оставить в библиотеке. Спасибо вам большое. В общем, еще раз большое спасибо институту за вот такую помощь. Вот у нас первый блин, как... Да? Большой. Да. Нет, большой блин, больше комом, наверное. Но все и вся охватить практически невозможно. Очень много осталось людей за кадром. Поэтому мы решили, наверное, если осилим, бюджетных средств, если копейки нет. Это средства наши, мы сами ветераны нашли. Скорее всего, если осилим, будет или вторая книга, или второй том, а может потом и третий будет.
И поздравляю. Вот остальное. Сейчас, оценка, пару слов. Уважаемые товарищи, я бы хотел только два слова сказать. Действительно, мы работали, и ваши работники, сотрудники, вот во главе Алексея Петровича, работали руководители районов, имеется в виду главы, начальник управления сельского хозяйства и ряд активных членов, которые в продолжительное время работали в агропромышленном комплексе нашей республики. В этой книге отражены все отрасли в основном агропромышленного комплекса, и переработка, и животноводы, и механизаторы, и так далее. Но, как вообще в своем выступлении сказал, сразу охватить все невозможно. Да, некоторые в действительности заслуженные люди у нас еще остались. Поэтому перед нами сейчас, вот, перед Союзом, стал вопрос, а те, кто еще об этом знает, мы как вот, значит, будем продолжить эту работу, или приложение к этой книге, или второй том будет называться, этот вопрос обсуждается, и общими усилиями, наверное, что-нибудь решим. А вот по поводу потребности книги, вот, уважаемые друзья, сейчас вот бывали в коллективах, и, значит, вот учебных заведениях, школах сельских, значит, спрашивают эти книги. Но вот Петр Васильевич не говорил, все-таки через Министерство хозяйства мы вопрос обговаривали, библиотека, эти книги будут представлены. Библиотека, музей, да. И учебное заведение. Тираж большой у вас? Ну, у нас не очень большой. Небольшой. Да. Хотим, чтобы все-таки ребята, вот мы сегодня обсуждали вот насчет Митила. И так не было, чтобы наши дети, внуки знали, кто раньше работал в хозяйстве, на предприятиях, на стройках и так далее, кто строил село и село как развивалось. Я тоже хочу выразить вам всем, кто принимал участие, большое спасибо. И заодно поздравить с наступающим 2018 годом. Всем пожелать, самое главное, здоровья, творческих успехов и надо быть всегда вместе. Спасибо. 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 Вот, друзья, сегодня гуманитарный институт, более того, искусствоведение и культурология провели вот такое мероприятие, в которое уже внутрь искусства, художественной культуры вписалась и сельскохозяйственная культура. То есть иногда есть, я знаю, точка зрения, что у вас узкая работа, только для вас интересная. Нет, вот, Петр Васильевич, спасибо, вы правильно говорите, потому что Чувашия земля крестьянская, культура крестьянская, она была и в 21 веке еще остается, и в том числе художественная культура. Если посмотреть на творчество Мельтова, конечно, здесь вот та земля, тот труд, то земледелие, то, чем вот вы занимаетесь всю жизнь конкретно, художник по-своему это осмыслил. И вот сегодняшнее наше мероприятие, конечно, я поддерживаю Антонину Ильиничну, когда она с таким романтизмом и восторгом относится к тому, как это происходит, целый ряд юбилейных мероприятий. Вот сегодня мы еще не завершаем, но сегодня, можно сказать так, мозговой штурм. Что такое, что это за явление не только в искусстве, а вообще во всей культуре, национальной, российской, что это за явление творчественной культуры. И, конечно, мы все еще не смогли охватить. Я очень благодарен литературоведу Вере Никифоровой, которая еще один аспект затронула, и это надо расширять. Я чуть-чуть музыки тоже касался, а вообще-то здесь надо исследовать дальше и дальше, потому что это все явления общие, культурные и один класс, где творчество Анатолия Ивановича Мельтова, конечно, яркое вот такое пятно, яркое начало, а до него вот шло нечто, от него дальше. И дальше будет расцветать, видимо, но параллельно шло во всей культуре. И в литературе, и в поэзии, и в музыке, и в театре, в конце концов. Чиндаков как-то вдруг прорвал то, что театр долго, можно сказать, в этот процесс не включался.
Но сейчас мы видим, что везде, сейчас и кино у нас появляется, посмотрим, насколько масштабно это будет. Поэтому не буду даже перечислять, но сегодня такие личности здесь выступали, такие художники присутствуют, такие земляки, энтузиасты, не просто энтузиасты с восторгом, а люди практически работающие, создающие вот ту культуру, которая, к сожалению, мы мало работаем, нас мало специалистов в этой области. Но вот результатом сегодняшнего совещания нашего производственного, искусствоведческого, культурологического, как хотите назовем, и педагоги здесь вот подключаются, это тоже все единое, все это необходимо. Результат будет дальше. Потому что у нас 15 лет назад была первая конференция здесь, посвященная множеству метод, на 70 лет мы отмечали. Вышла книга. Сегодня она большим спросом пользуется. Я думаю, после сегодняшней работы мы еще немного поднапряжемся и создадим достойный труд, коллективный труд, достойный того великого явления в искусстве, которое мы изучаем, и в изучении которого мы все принимаем участие. Я хочу просто выразить глубокое удовлетворение, как Иван Иванович любит формулировать. Оно действительно есть. Поблагодарить всех, кто выступил, и тех, кто пришел, проявил интерес и проникся этим. Особенно вот Петр Васильевич. Он со своей проблемой сюда пришел, но в конце концов не мог не сказать, что это и для сельского хозяйства не чуждо, это для всех нас очень важно. Я думаю, это любого, кто сегодня поприсутствовал здесь, некий багаж расширился, обогатился. Что будет завтра? Я думаю, завтра новые плоды будут результатом сегодняшней нашей работы. Кто хочет, пожалуйста, мы можем в завершении нашей выставки Николай Прокофьевич Карачарцев. Он всегда по поводу. Просим вас. Дождался. Спасибо, Николай Григорьевич. Я рада вас слышать. Вот как трудно привыкать старым. Уважаемые, очень трудно оказывается. Слушаю, сижу, гляжу, завидую. Забыли позвонить Карачарцеву, пригласить до Бурдана еду. Как это так? Ну, понимаете. И черпать из списков там определенных на всех, на разных уровнях. Я не по этому случаю. Михаил Григорьевич, вот если в музыкальном училище вдруг ярчайшая звезда, гений на каком-то инструменте заканчивает, потом музыку платит здесь, блестяще заканчивает, о нем узнают в Москве, и Москва его зовет, приглашает. Да, такие примеры были, да, на самом деле, Галка проще, приглашает и забирает, а республика не дает. Москва, если бы он в Москву приехал, или она в Москву приехала бы, там из Москвы по другим зарубежьям таких, где у нас есть в музыке музыканты. Вот у меня здесь, вы ездили, поехали в Бурданову, а я отбивал пороги властей здесь. Написал обращение главе администрации, главе республики, министру культуры и министру образования. С тем, что вот уже 46 лет как нету Анатолия Ивановича с нами, а уже 30 лет лежит написанная монография, которая заказана секретариатом Российской Федерации была, и впервые единственный от чувашских художников, самый секретариат запросил, когда Майя съездила
секретариата, я ее попросил после кончины Анатолия Ивановича, она у нее диапозитивный слайд, она отвезла в секрет, там показала, там ахнули все секретари, и Ткачев Сергей Петрович сказал, срочно выставку Митова в Москве. Выставка была в 1972 году, и на фоне, после выставки заказали монографию в мае написать Митове. Монография готова давно, в общем, она прошла все процедуры, лицензированные, и Линяшин, вице-президент сейчас Академии художеств, доктор искусствоведения, его рецензии из Русского музея, рецензия отредактированная в Петербурге, не получилась ее печать, пришла сюда, она здесь. 30 лет эта рукопись. Я говорю, к примеру, вот сегодня, извините, я всегда, конечно, Карачевского где-то не входит в то хорошее, доброе благодушие. Прекрасно сегодня, вот сейчас кушал, радовался. Вот. И уважаемые все, и вот все гордятся, переживают, радуются за гения Чувашевича. А я сижу и слушаю все это. 46 лет, как его уже нету. Москва просила альбом. До сих пор нету. Только знает Чувашия Анатолия Ивановича. Москва, Россия, Советский Союз, мир не знает почти полвека, ждут об этом. Там уже забыли, там все смены, сменились, и все это. Вот как возможно это? Вот это вот я вот это описываю, и в концовке говорю, ну так, забытым художником Митова нельзя назвать, нельзя. Каждый 10 лет в музее открывается выставка его произведений. Вдова Олимпиада Васильевна издала книгу воспоминаний. Гуманитарный институт тоже издал книгу воспоминаний художников о Митове. Поэма Константина Иванова с его иллюстрациями. Что-то еще, наверное, многое. Геннадий Ильин много о Митове говорил и писал о переписке, во многих встречах с Майей высоко восторженно восхищался ее исследованием всего творчества Митова, ее глубоким пониманием и проникновением в саму суть творческого процесса художника, и ее высокопрофессиональным искусствоведческим языком. Уважаемые, неужели в Чувашии не найдется состоятельный чуваш, который бы мог совершить благородный поступок и издать монографический альбом произведения Анатолия Ивановича Митова, который вот уже почти полвека ждет просвещенной Чувашии и России. Доходит. А ежегодные гранты, а миллионные странные скульптуры по городу. Получил ответы, грамотно, хорошие ответы, профессиональные ответы из 3 этих министерств. Получил, но вот. Очень прошу, где-то 2 вечера, по паре часов, я дам монографию Майи. Здесь вечером провести публичное чтение. Вот в таком хорошем составе. Эта монография написана в течение 10 лет, с 61 по 71 год, мая еженедельно с Митовым. Все 10 лет. Она все записана, все. А потом, когда мы заказали монографию, она все эту запись, все создала, написала монографию. Владимир Петрович читал, знает ее. Но я хочу, чтобы вот всем прочитать и сказать. Вот. Я знаю, что вот то, как написано, как подано она, сам Анатолий, с удовольствием ей все по каждой работе, все это он давал, подавал, профессионально, и она сверхпрофессиональная. Петр Степанович Летев, он тогда был министром, и когда эту монографию он читал для издания, он пригласил Майю и сказал: Майя, это слишком высокопрофессионально написано монографии для зрителей, для читателей. Это будет тяжело читать и неинтересно будет читать такое. Сократите. Лизукова, когда прочитала, ее пригласила,
сказала, маловато текста, надо побольше написать его. Она хотела в библиотеку президента. Но это такие тонкости. Это вот Нынешний министр, давай, что на сказал? то и не на то. А нынешний министр, вы предыдущий все назвали. Нынешний министр что сказал? Нынешний министр? Или он не он не читал, конечно. Был зам его Андрей. Нет у него по искусству. Оринов был. А? Оринов был, но сейчас нет, не после Оринова. А по искусству никого нет. Он написал, ну, конечно, Константин Иванович, конечно, не читал. Я ему говорил раньше об этом. Мы договорились со встречей с ним, но не важно, все это такое. Пожалуйста, по вечеру, давайте сделаем. Я думаю, что дело гуманитарного и потом это работать с рукописью не так. Мы не учебное заведение, не лекции здесь не читаем. Мы можем рекомендовать показать эту рукопись на телевидении, на радио. Вот такую читку для народа. Спасибо. Это новое письмо, да? Нынешнее письмо, новое. Вот это последнее письмо, которое я написал. Вот такую читку, я думаю, вполне правильно будет в избранные места, которые сочтут достойными, по радио, по телевидению, красиво поставить, подать. Нет, сначала здесь вот посчитаем. Нет, здесь мы можем только рецензировать, обсуждать какие-то научные вещи. Я не обещаю, что мы такую читку... Обещал, Геннадий Николаевич, обещали в музее это. Помните разговор? Ну, где-то в публичных местах, где проводятся такие массовые мероприятия. А так вам большое спасибо. А по поводу издания у нас рукописи никогда не было. Я не видел, да. Я концовку я продал. Неужели не можем сообщать? Пропагандировать хорошие, так сказать, вот, фрагменты вот этого, есть для этого средства массовой информации. Я был в секретариате в Москве. Ну, в Москве, они же вас похвалили. Нет, это 40 лет назад. Но они же не издали. Да, они издали, они заказали. Что о них говорить? Нет, они заказали не для себя. Они что? Они заказали и оплатили гонорар? Не оплатили, не издали. Что это за заказ, когда он не оплачен? 90-й год все переделало. Просто не было. Они поговорили, по плечу похлопали, и все. А сейчас надо запомнить общественность. Нет, они согласны. Издайте, у вас 200 экземпляров закончится. Но надо сделать дороже книгу. Вот, Геннадий Николаевич, обсудим этот вопрос. Такую визитную карточку. В музее можно среди знатоков и интересующихся. Здесь у нас просто другая аудитория, другие задачи. Спасибо вам. А он же не музей, я где же посчитаю? Выставка будет там все равно. На фоне выставки. Выставка будет скоро. В феврале будет выставка. А это в самом начале. В феврале, да? Специалисты работают. И все, что необходимо, мы будем делать. Спасибо.